Сегодня мы окончательно добьем, я надеюсь, наш остаток по симпозиуму, который прошел в Грузии. Это последние два доклада, которые остались. Вот они. И будем отвечать на ваши вопросы. Если таковы будут, примем гостей. Если будет хунат, ира, куйнах, ламрош, нохчикуй ол. Нохчикуй бурам, ламрош, аллах. Нохчикуй будет, нохчиваться. Вайтани нохчида чадыр. Дерез хил абьяш болхан. Дерез массарна хил. Шуна дерез хил. Я бы, так сказать, без вашей поддержки не смог бы, как говорится, вести свою работу дальше. Это все благодаря вам, вашей поддержке, за то, что вы поддерживаете, помогаете по мере своей возможности каждый. Поэтому, иншаллах рахман, будем делать все во благо своего народа. Я надеюсь, что все примут участие в возрождении нашей истории. Да, вот сейчас. Ибрахим, подключил ты YouTube, что там еще? Так. Быстро поставим. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Всем достойно. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи. Башлам холхузгу туш бахун. Дерес хил Рамзан. Дерес хил. Так, да. Итак, дорогие мои друзья, вы знаете, что в прошлом, так сказать, году, в октябре месяце прошел симпозиум в Грузии. И одними из инициаторов, инициаторами этого стал культурный дом Республики Ингушетия во главе с директором его Султыговым Сираждином. Вот они образовали этот симпозиум. По его словам, если я правильно понял, он говорит, что он полностью отвечает за них. Кто не отвечал, то отвечает. Ну и так далее. И вот выступление, я буду быстро зачитывать, у нас осталось совсем немного, и уже будем более конкретно отвечать. Выступление Евгений Романовский. Это Венский государственный университет Австрии, университет Карлова, Чехия. И название его доклада в Грузии, еще раз говорю, в Грузии, для налаживания взаимоотношений между Ингушетией и Грузией. Название этого доклада, еще раз повторюсь, если бы
чтобы тот, кто не в танке, если бы они бы занимались налаживанием отношений между Ингушетией и Грузией, чеченцам до этого дела нету. Бог с ним, пускай бы занимались этим вопросом. Но в данной ситуации, если же вопрос затрагивает чеченцев, мы, как общественные деятели, блогеры, исследователи, историки, граждане Нохчичуя, Чеченской Республики, имеем право ответить на провокации, поскольку у нас не было такой возможности это сделать на симпозиуме. Попытаемся это сделать. Так вот, как же называется доклад Евгения Романовского, который был приглашен от ингушей выступить в Грузинском государственном университете? Попытка стереть ингушей как этническую группу их чеченскими соседями. Двоеточие. Анализ нарративов и рефлексия на фоне этнической и культурной уникальности ингушей. То есть сама тема уже дает нам знать, что, во-первых, сразу же ложь, которая начинается стереть ингушей как этническую группу их чеченскими соседями. То есть Чеченская Республика пытается стереть. Евгений, Женек, наверное, немножко белины объелся. Изначально где это пытались мы каким-то образом стереть кого-либо вообще или поглотить кого-то. У чеченцев никогда не было такой привычки. Итак, начнем. Само вступление уже о многом обещает. Вопрос о самоидентификации ингушей на Северном Кавказе становится не только предметом этнополитических дискуссий, но и инструментом для формирования отношений между ингушами и их чеченскими соседями. Не чеченскими братьями. Понимаете? Не войнахами и так далее. Их чеченскими соседями. В последние десятилетия наблюдается тенденция, когда некоторые чеченские политические и интеллектуальные круги продвигают нарратив, согласно которому ингуши не являются самостоятельной нацией и представляют собой ответвление чеченцев, либо часть общей войнахской группы. Для начала, может, приведете пример, где интеллигенция начинает говорить о том, что ингуши не являются самостоятельной нацией. Думаю, с 92 года, как минимум, они являются самостоятельной нацией. А что касается интеллигенции, интеллектуальные круги продвигают хоть один официальный доклад, круглый стол, где чеченские интеллектуалы, ученые, приведите в качестве доказательства, провели круглый стол, который назвали «Ингуши не нация», а они являются всего лишь ответвлением от чеченского народа. Хоть один документ. Хоть один документ приведите. Покажите хоть один документ в Грузинском государственном университете, где чеченские интеллектуалы, ученые, или же чеченское руководство, правительство провело бы официальное совещание и сказало, что ингуши не нация, что они являются всего лишь чеченской веткой, ответвлением и так далее и тому подобное. Нужно их поглотить, нужно их присоединить. Ну, по крайней мере, за последние 23 года. За 23 года официальные власти, постановления, правительства, распоряжения, круглые столы, научные кружки, где бы собирались люди и говорили, ва алейкум ассалам, говорили, что мы хотим поглотить, это не нация и все остальное. Нет, но Женечки написали писульку. Женя зачитывает в Грузинском университете, что чеченцы пытаются, и правительство, и руководство, и чеченская интеллигенция пытается поглотить ингушей, что является Филькиной грамотой и недостоверной. Аллигатор ва алейкум ассалам.
Продолжаем дальше. Эта идеология глубоко пронизывает политические, образовательные, интересно, образовательные где? Назовите хоть один университет, одну школу, исследовательский институт, Академию наук Чеченской Республики, хоть одно место, где бы про политические, тем более заявления политических партий, хоть одно место покажите, где направлен подрыв уникальности ингушей. То есть школы, университеты, академии, политические партии Единая Россия Чеченской Республики, там ЛДПР Чеченской Республики, КПРФ СС Чеченской Республики и так далее. Все эти политические партии от Чеченской Республики, которые занимаются подрывом уникальности ингушей. Более абсурдного, более предвзятого, претенциозного, фантастического, сказочного доклада я больше не видел. Где чеченские политические партии, где образовательные и общественные дискурсы направлены на подрыв уникальности ингушей как отдельной этнической группы. От себя заявляю, валлахи, биллахи, таллахи, не проходил ни один кружок, семинар, конференция, собрание общественных организаций, что-либо на всей территории Чечни, клянусь именем Всевышнего Аллаха, которые бы были направлены, в том числе и политически, которые были направлены на подрыв уникальности ингушей и как отдельной этнической группы, нет его и не было. Женек Романовский и тот, кто ему написал вот эту писульку, приведите хоть один документ, покажите хоть один документ, где в Чеченской Республике делали подобное. Не просто написать и зачитывать. Нету. А если бы было, как и в остальных докладах, вы бы это описали, адрес назвали, кто руководитель. Все бы это пояснили. Но ничего подобного нет. Нам какое дело до уникальности ингушей, дагестанцев, других? У нас своих забот хватает. Написать подрыв уникальности ингушей как отдельной этнической группы. До ингушей вообще, кроме как братства, соседства, никому дела нету. Если нужно в тяжелое время помочь, да. Но подрывать что-либо там никогда ни у кого не было желания. И даже в мыслях не было такого. Я не знаю, кто и как, да и какое дело, но вот такие вот байду в самом начале публикует студент Венского и Чешского университета Евгений Романовский. Продолжаем. Исторический контекст и территориальные споры. Исторически сложилось так, что до момента распада Советского Союза Чечено-Ингушская Ингушетия составляла один регион, Чечено-Ингушская АССР, в которой не было никаких других границ, кроме административных районов. После событий 1991 года и последовавших затем сецессии Чечни, Ингушетия вышла из состава некогда объединенной республики, пожелав остаться в составе России. В то время государственная граница между Ингушетией в составе РФ и Чечней была установлена по руслу реки Фортанги. Однако территориальные споры между двумя республиками продолжались. Когда продолжались? Где продолжались? При каких условиях продолжались? Я надеюсь, сейчас затронутся вопросы, когда был еще жив Ахмад Хаджи, когда он хотел провести референдум на своей, де-юре своей Сунжинском районе, когда ингуши возмутились, сказали, что не дадут.
и этот весь спор остался так, что Асиновская и Серноводская проведут референдум в составе Чечни, поскольку там большинство чеченцев, а остальные 7 сел до лучших времен не будут проводить референдум по Чеченской Республике. Об этом ни слова здесь нету. Сразу же начинается, опять же, кроме Ахмад Хаджи Кадырова, дальше, до этого, не выступление Масхадова там, и остальных, которые не признавали за Республикой Ингушетия Сунжинский район, этого тоже нету ничего. Это демократическая Грузия, Австрия, все они вместе взятые. Ни слова об этом нету. Сразу перепрыгивают с 92 на 2012 год. Повторимся, что же было в 2009 году? Минуточку. Чтобы это не было просто так, папка по 2009 год. Документы. Консультант, чтобы все подписчики знали. Что же было в 2009 году? Правительство российское. Так, документ предоставлен консультант плюс. Я зачитаю все, что есть на этом документе. Правительство Российской Федерации. Постановление от 21 декабря 2000 года номер 992 об учреждении Государственного природного заповедника Эрзи. Я прошу вас подождать, и я обязательно отвечу на все ваши вопросы. Внимательно. Об учреждении Государственного природного заповедника Эрзи в 2000 году. В соответствии со статьей 8 Федерального закона об особо охраняемых природных территориальных территориях правительство Российской Федерации постановляет: первое. Принять предложение правительства Республики Ингушетия и Министерства природных ресурсов Российской Федерации согласовать с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Первое. Об учреждении в Республике Ингушетия Государственного природного заповедника Эрзи. Введение Министерства природных ресурсов Российской Федерации. Все, цитата закончена. Дальше смотрим. Распоряжение правительства Российской Федерации от 03.10.2009 год за номером 1446-Р. Территория Государственного природного заповедника Эрзи расширена за счет отнесения к ее территории земель лесного фонда площадью 29 322 гектара в Сунжинском, Джайраховских районах Республики Ингушетия. Евгений Романовский забыл об этом документе доложить. Это тот самый документ, когда Сунжинский район был на территории Чечни и Ингушетии, воспользовавшись этим, этой непоняткой в Москве, не знали бы об этом и не знали об этом. Втихаря в 2009 году часть из лесного фонда, правая сторона Фортанга, как тот же Евгений Романовский описал, переходит, тихо, молча переходит под юрисдикцию Республики Ингушетия. В 2009 году, пока в Чечне шла война, чеченцам не было до этого дела, потому что это было все закрыто. Дальше смотрим. Министерство природных ресурсов Российской Федерации приступить в 2001 году формирование организационно-хозяйственной инфраструктуры Государственного природного заповедника Эрзи в пределах средств, выделяемых из федерального бюджета на содержание государственных природных заповедников, а также за счет средств иных источников финансирования. Привести совместно
провести совместно с Федеральной службой земельного кадастра России и правительством Республики Ингушетия по согласованию с Министерством имущественных отношений Российской Федерации организационные мероприятия, связанные с созданием этого заповедника, с установлением его границ, обеспечить с участием правительства Республики Ингушетия контроль за соблюдением режима особо охраняемой территории указанного заповедника. Третье. Принять к сведению согласие правительства Республики Ингушетия участвовать в финансировании деятельности государственного природного заповедника Эрзис за счет средств бюджетов Республики Ингушетия. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Касьянов. Документ номер 1. В 2009 году. Как воспользовались и, ничего не сказав чеченцам, прихватили чеченские земли по правую сторону Фортанги, который не упоминается нигде. Документ. Второй документ. Как любит мой коллега и друг Джамлаил Хамхоев, мы по документам будем работать. Документ представлен консультант плюс, то есть в свободном доступе. То, что не упоминается в Грузии, в Государственном университете, правительство Российской Федерации, распоряжение за номером от 3 октября 2009 года за номером 1446-Р. Расширить территорию государственного природного заповедника Эрзи за счет отнесения к его территории земель лесного фонда площадью 29 322 гектара в Сунжинском, Джайраховских районах Республики Ингушетия. В Джайраховских нам дело нет, нас это не касается, это Республика Ингушетия. Да вот Сунжинский район, вот этот кусочек, который прихватили, который они сейчас везде на своих картах рисуют. Я вам и карту покажу, если нужно. Этот документ тоже прилагается. Дальше. Обеспечить подготовку проекта акта правительства Российской Федерации о переводе земель, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения в земли особо охраняемых территорий и объекта предоставления их государственному природному заповеднику Эрзи в постоянное бессрочное пользование и внесение этого проекта акта правительства Российской Федерации в установленном порядке не позднее сказал в своем докладе. Следующий документ. Я всего лишь 3 документа зачитаю, не буду всю папку. Долждавайга архивный документ. То, что это является Ачхой-Мартановское и Бамутское лесничество и все остальное, все документы есть. Ва алейкум ассалам. Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Федеральное агентство лесного хозяйства. Приказ от 26 июня 2007 года номер 271. Об определении количества лесничества и лесопарков на территории Чеченской Республики, установлении их границ. В соответствии со статьей 80 Лесного кодекса Российской Федерации 5.1, 5.13.3, положение о Федеральном агентстве лесного хозяйства, утверждение постановленных правительством Российской Федерации от 16 июня 2004 года номер 283 в целях формирования на землях лесного фонда Чеченской Республики территориальных единиц управления в области использования охраны, защиты и воспроизведения лесов призываю определить, что на территории Чеченской Республики создается 14 лесничеств, 1 лесопарк, установить границы лесничества лесопарка согласно положению, контроль за использованием настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Россельхоза М.Д. Гиряева, руководитель Прощукина. Вот здесь, на этом документе, указывается, что эта же земля в 2007 году была зафиксирована в чеченское лесничество, то есть они территориально. Здесь дальше есть сведения о границах количества создаваемых леснических лесопарков в расположении. То есть здесь описано Ачхой-Мартановское, четко указано Самашкинское, Бамутское, Ачхой-Мартановское, сколько тысяч гектар, какое лесничество. Документ есть. Приложение, приказ Рослесхоза от 26 июня 2007 год. Земля чеченская еще в то время. Министерство сельского хозяйства. Смотрим. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное агентство лесного хозяйства приказом 3 сентября 2008 года определить, что на территории Чеченской Республики создается 15 лесничеств, установить границы лесничества и приложения.
Здесь же указывается Асиновское, Бамутское местоположение участка лесного фонда, 2008 год. Принадлежит еще Чеченской Республике. Чтобы было понятно, что эти же земли, которые были прихвачены. Итак, мы можем по каждому документу указ президента Чеченской Республики об утверждении лесного плана Чеченской Республики 2009-2018 год в соответствии с пунктом 3. Утвердить лесной план Чеченской Республики 2009-2018 год. Рамзан Кадыров. Главы Чеченской Республики. О внесении изменений лесной план Чеченской Республики. 2000 за глава Чеченской Республики номер 2. Рамзан Кадыров. Номер 17. Город Грозный. 2015 год. Приказ об определении количества лесничества на территории Республики Ингушетия с установлением границ, который было установлено, сколько здесь создается 4 лесничества Республики Ингушетия. Такой приказ у нас есть. Смотрим дальше. Лесной план Чеченской Республики, чтобы было понятно. Лесной план Республики Ингушетия. Свидетельство, кому эти земли принадлежат. Это государственная регистрация права. Свидетельство, государственная регистрация права. Выписка из автомобильных дорог, что эта земля принадлежала чеченцам. Вы начали говорить, что по вашей территории проводят рабочие дороги. Итак, господа хорошие, любой ваш юрист, любой ваш историк, любой консультант, любой человек может проверить каждый из этих документов, где четко указано, что эти земли до 2009 года принадлежали и входили в состав Чеченской Республики. Возникает вопрос. В 2009 году эти земли незаконно, хитрым, преступным, называйте как хотите, путем были захвачены, переданы, подписаны, зарегистрированы на чужой субъект, соседний субъект. Однако об этом документе Романовский в Грузии забыл зачитать и указать. Тот, кто подсунул Романовскому, забыл приложить пару десятков документов и указать, что эти земли-то были чеченские. Валейкум ассалам. Дальше сразу переходим. Споры между двумя республиками продолжались. Не называя 2009, 2007, 2008 год, сразу же он с 92-го ваш Евгений Романовский переходит. В 2012 году президент Чечни Рамзан Кадыров публично заявил о наличии архивных документов, подтверждающих, что Сунжинский и часть Малгобекских районов, находящие в составе Ингушетии, на самом деле являются частью Чеченской Республики. Это заявление вызвало значительное волнение в обе стороны границы. Это абсолютно правда. Так и есть. Так и есть. Документы были. Почему? Потому что во время объединения чеченской автономии и ингушской автономии это не споры, динозаврик. Это не споры. Это не споры. Это как раз таки истина. Я как раз таки, чтобы этих споров не было, если этих споров, чтобы не было, показываю реальную картину, какова она была. И кто же врет на самом деле. Не более. А до объединения с 1929 по 1934 год, последние 5 лет после объединения Сунжинского казачьего округа, или называйте как хотите, Сунжинского округа, они добровольно присоединились к Чеченской автономной области. И только после этого, в 1934 году, ингуши объединились с чеченцами. Когда это Сунжинский и часть Малгобекского района уже принадлежала чеченцам. И на основании этого глава Чеченской Республики заявил, что да, юридически эти документы у нас есть. И так оно и есть. Поскольку на тот момент уже было признано
что все, что было при Джохаре Дудаеве во время независимости, что это было нелегитимно, и Российская Федерация это не принимала. Если так, если Чеченская Республика является субъектом Российской Федерации, точно так же, как и Республика Ингушетия является субъектом Российской Федерации, то правопреемницей ЧССР Чечня и Ингушетия как сошлись, так и разошлись. И в этом плане Сунжинский и часть Малгобекского района в документах юридически, официально должна оставаться за Чеченской Республикой. И тут Рамзан Кадыров не соврал. Он абсолютно верно говорит и указывает это. Но то значительное волнение по обе стороны границы в Чечне волнений не было. Это ложь. В Чечне не было вообще волнений. Потому что то даже временное соглашение, которое непосредственно 4 икса у вас больше нет, кроме как Ингушетии. У нас есть, но вот доклад, который сделали ваши ингуши в Грузии, как ты говоришь, касается непосредственно чеченцев, очернения нашего народа перед остальными другими кавказскими, европейскими странами. Это же вы сделали, это не мы сделали. И теперь, когда я начинаю говорить, вот они это сделали, что это ложь и провокация, ты заходишь в ней и говоришь, что нечего больше говорить. Есть, конечно. И мы говорим о других темах. Но поскольку нужно доклад до конца добить, я добиваю его. И показываю ложь этих людей, которому вы написали текст. Дальше. Конфликт вновь обострился в начале прокладки чеченскими строителями дороги на территории Республики Ингушетия. Это ложь. Дорога эта принадлежала все время Ачхой-Мартановскому лесничеству, и эта дорога Бамутскому лесничеству принадлежала Чеченской Республике. Почему? Поясню вам. Даже сам Евгений Романовский, который изначально попытался сказать правду, он говорит, что во времена 90-х годов правая сторона Фортанги была за Чечней, левая сторона Фортанги якобы была за Ингушетией. Так вот, дорогу прокладывали по правой стороне Фортанги. Дерез Масальнахел. Так что Евгений, женечек, лжанулся ты очередной раз. Это породило слухи о возможном передаче части территории Ингушетии в собственность Чечни. Нет, это породило слухи о том, что украденное в 2009 году руководство Чечни сказало, нужно вернуть. И нужно решить вопрос по демилитаризации границ между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, потому что таково было указание федерального центра. Должны были быть четкие границы между субъектами Российской Федерации. Так что, Женя, Евгений Романовский, ты опять врешь, и тот доклад, тот, кто тебе написал, кем бы ты ни являлся, является лживым постулатом для оскорбления чеченского народа. Ни больше, ни меньше. Собственность Чечни, это те земли, которые были украли, которые я сейчас только что вам зачитал, которые стихаря в 2009 году под шумок Сунжинского, название Сунжинского района прихватили. Вы об этом говорите? Великолепно. Которые за последние 150 лет всегда были чеченскими. Добавлю там. Дальше смотрим. Ингушетия, Чечни. Эти события привели к протестам и напряженности между двумя народами. Между Чеченской Республикой и в Чеченской Республике не было никакой напряженности. Вот честно не было, реально. Люди были немножко удивлены. Они думали, что братья не способны такое делать против своих братьев. С учетом того, что они знали, что эти земли в 2009 году были незаконно присоединены. И их вернули. И делать по этому поводу митинг не стоило. Но вместо того, чтобы 2009 год сказать нет, подняли шум, вой и сказали, что никто ничего не сказав, тихо, молча, якобы Евкуров отдает Чечне земли, принадлежащие все время Ингушетии. Вот какой шум подняли, который не является достоверным. Дальше читаем.
Заглавие новое. Попытки стереть ингушскую идентичность. Чеченская риторика часто опирается на концепцию единства вайнахов. Ну, не на концепцию, так всегда было, что мы были когда-то единым. Но вайнахов странно. Один докладчик говорит, что вайнахи слово вообще неприменимо, просит грузинов всех остальных не называть. Это оскорбление, это уничтожение ингушского народа. А другой использует уже до него или после него какой-то, я не знаю, как Янус двуликий. С одной стороны можно, с другой стороны нельзя. Которая используется для обоснования того, что ингуши не имеют самостоятельной идентичности. Однако данный аргумент игнорирует множество исторических культурных фактов, подтверждающих уникальность ингушской этнической группы. Как отмечает, и тут я прошу, как отмечает, кого же назовут, как вы думаете, в данном докладе каких-либо ученых, советского периода, российского происхождения, тысячелетий в условиях сложных этнополитических процессов Северного Кавказа. Тысячелетий. 1000 лет. Это достоверно. По крайней мере, тогда это было бы достоверно с ингушским ДНК-проектом, который утверждает, что в X веке появляется первый ингуш. Еще раз повторюсь, те люди, которые вырезают, делают нарезки, говорят, что Башлам говорит, Башлам ничего не говорит. Башлам цитирует, поскольку он исследователь, занимается историей, цитирует ваши слова. Тысячелетий, не знаю, но тысяча лет, можно было бы сказать. Ну ладно, это меня не касается, как говорится. Мне интересно, где мы пытаемся стереть это все. Процессы на Северном Кавказе, что привело к образованию уникального этнокультурного комплекса, это тут говорит тот же Кодзоев. Это утверждение подчеркивает длительность сложившегося процесса формирования ингушского этноса на протяжении... Дальше. И сложенность процесса формирования ингушского этноса, запятая, что противоречит попыткам представить ингушей как недавнее ответвление чеченцев. Вот к чему я хотел подвести этот разговор. То есть Нурдин Кодзоев говорит, что мы древнейшие и не можем быть родственные. Вот о чем он говорит. Здесь пытается Романовский это доказать. И дальше мы читаем. Ярким примером попыток стереть ингушскую идентичность является книга Нурдина Нухаджиева «В поисках национальной идентичности» и Хесе Умхаева «В поисках» 2012 год. В этой работе авторы критикуют попытки ингушских ученых доказать уникальность своей истории и культуры, называя это псевдоучеными изысканиями. Они утверждают, как известно, ингуши в массовом сознании российского зарубежного обывателя до сих пор ассоциируются с чеченцами, и им приходится предпринимать массу усилий, чтобы доказать свою самостоятельность как этноса. Абсолютно верно. И доказательства этому 1000. Но единственное, что здесь Евгений не написал, что эта книга написана против чеченофобов, которые оскорбляли чеченский народ. И там конкретно по каждому пункту описано в этой книге, против кого, что они написали, оскорбляя чеченский народ. Написали эту книгу в 2012 году. Когда вы же с Абадием вместе, Нурдин Кодзоев, ваш ученый, написал, не издав, сам отдал ее Абадиеву, выпустили «Сделал земной вечности» и так далее и тому подобное, в 2009 году книгу. Точно так же происхождение чеченцев. В 2004 году эти две книги чеченцы не знали. Пока у меня есть эта книга, я могу вам зачитать, где оскорбляется весь чеченский народ, называется полукровками, произошедшие от ингушей и все остальное. Вот против них потом, оказывается, нехороший Умхаев, там, Нухаджиев написали книгу, и им это не нравится. Им это не нравится. Они утверждают, говорят, как известно, ингуши в массовом сознании российского зарубежного обывателя, ну так и есть до сих пор.
Посмотрите видеоролики, где сами молодые ребята, ингуши, говорят, когда в Европе они сдавались, они называли себя чеченцами. Сдавались, потому что ингушей не знали. И когда какие-то работы проводили, они называли себя чеченцы. Есть же видео в свободном доступе. Нас никто не знает, нам приходится доказывать, пока мы не скажем чечен, и вот по соседству и так далее и тому подобное. Причем тут чеченские ученые? Это данность. Но это никак не в оскорблении кого-либо. Такова ситуация. Сложилась так. Я не вижу в этом проблему в чеченцев. Как самостоятельность, как этность. Более того, авторы оспаривают даже культурное наследие ингушей. Например, они заявляют, в этом же году вышел сборник Галгай Турпал Иллеш, составитель мотивов, научный редактор Дахкильгов, с ингушскими героическими песнями, большинство из которых на самом деле чеченские. Да, и есть тому доказательства, есть документы. Вот как у меня по украденным землям, есть точно так же, и сейчас все культурные песни, это все авторские права фиксируются, это все будет официально за чеченской культурой находиться. Я надеюсь, то же самое будет и с едой. Когда вы начинаете говорить, чапельги это наши, котом галныш это наши, хаул, который там раздают во время по усопшему савин, вы называете, как они смеют называть наш хаул чеченским. Я надеюсь, это тоже зарегистрируют, потому что если не сделать, извините. Истанги, который в основе своей делалась в Восточной Чечне, и здесь была самая крутая кузница этих истангов. А западная часть была скудная, Ингушетии фактически почти никто не делал истанги. Сейчас начали делать документы, показывают, что якобы истанги, чуть ли не все самые мастера были в Ингушетии. А разве это не так? Прочитайте книгу Йылдырыма, который весь этот материал собрал, а ваша Танзила украла, перевела, вместо чеченцев ингушей убрала чеченцев, написала ингушские истанги, выпустила книгу. Прочитайте рецензию Йылдырыма. Чеченца, мухаджира, проживающий в Турции, как она его обманула, как она украла материал его и опубликовала. Есть, книгу показывали, все это есть. Это истанги. Про башни я вообще молчу. Оспариваются петроглифов больше всего на Северном Кавказе, только в Чечне. Нет нигде на Северном Кавказе столько петроглифов, на башнях, жилых, мечетях, всего остального, как в Чечне. Ни в Осетии нет, ни в Ингушетии. Но Гогиев сейчас занимается там, как он говорил, что он любит в кухне нарисовать с утра пару петроглифов. Наверное, скоро будет больше. Но все, что зарегистрировали еще в советские времена, а в основе своей все знают, и архивы российские сохранили, сколько было башен, где какие петроглифы, Марковин, Виноградов, Чахкиев Джабраил Юрьевич. Это все зарегистрировано. И если сегодня нарисовать новый петроглиф, замазать его глиной и сказать, что вот это вот никто не видел в советское время, а мы сейчас нашли, это неправда. Так не получится. Даже если это у нас в Чечне, я говорю, это неправда. И у нас это не получится. Благо у нас-то это считают временем джахилии. Ну да ладно. Продолжим дальше. Так что большинство из которых на самом деле чеченские, без основания никто не пишет. Тем более Умхаев Хамзат. Один из достойнейших и ученых, и лингвистов чеченских. Его обмануть сложно будет. Это вам не Академия шейха Бузуртанова с его нарнийскими придатками. Дальше. На этом он не останавливается. Наш Женек. Научное доказательство уникальности ингушей. Но тут я вообще не буду зачитывать, потому что это меня не касается. А нет, придется зачитать. Почему? Потому что здесь отличительны. Так, читаем дальше. Антропологические и этнографические исследования показывают, что ингуши обладают своими специфическими традициями, отличающимися их от чеченцев.
МСГ Албогачиева в своей работе «Этнографии в истории ингушского народа» в письменных источниках 18 в первой четверти 20 подчеркивает, ингуши сохранили множество архаичных черт своей материальной и духовной культуры, что позволяет говорить об уникальности места среди народов Северного Кавказа. Албогачиева, 2011 год. Ну, может, хотя бы для начала описали бы пару, там, сотню штук или хотя бы десяток. Уникальность древних это что? Можно узнать? Ну, например. Я не знаю, например, да, нельзя видеть тещу. Разница, да. А что еще, например? Да, я вспомнил. Кадзоев Айса рассказывал, что вы прямо идете в лицо, там, признаетесь в любви, там, не стоите под деревьями, не ходите на свидания и так далее. Хаккан чубалха, я тебя люблю. Да уж, да, у нас такого нет. Это тоже верно. У нас такого нет. Ну да ладно. Ну просто было бы хорошо, чтобы показали грузинам, в чем отличие, раз вы говорите об этом. Древнейшую. Наидревнейшую. Самую древнейшую. Ну там, акинцы, там наши орстхоевцы, галанчошцы, ну, их уникальность, интересно, известна лингвистам. И чем же она отличается? Расскажите на досуге. Хотя ингушские и чеченские языки действительно близкородственны и входят в навскую языковую, нет, и навскую группу языков, они имеют значительные различия на фонетическом, лексическом и грамматическом уровнях. Это подтверждает работы таких лингвистов. Есть интересно, все работы, которых перечисляют Куркиев, Албогачиев, все ингушские ученые. Нету каких-то специалистов, ну, допустим, не знаю, ну, чеченских, наверное. Ладно, чтобы не было ни ингушских, ни чеченских, может, стоило бы взять русских, грузинских, армянских, турецких, дагестанских, любых других. Ну, Куркиев, который в своей монографии «Основные вопросы лексиологии ингушского языка» отмечает существование различий в лексическом составе ингушского и чеченских языков. Куркиев, 1979, антропологические исследования, что ингуши сохранили древний кавказский антропологический. Алексеев показывает, что ингуши сохранили древний кавказский антропологический тип лучше, чем многие другие народы региона, включая чеченцев. Антропологический тип лучше. Интересно. Это, наверное, другого рода череп, да? Черепа другие. То есть, ну, в принципе, ухо там не одно, не два уха, как у остальных, а там, не знаю, побольше ушей. Кости как-то вытянуты, они все длиннее, выше остальных чеченцев. Наверное, это. Зубы не два ряда, а 3 дополнительные. Наверное, как-то так. Но, в принципе, это, конечно, сарказм и ирония. Мы, тот же Ачхой-Мартановский, Галанчожский район, имеет тот же тип антропологический, как и, в принципе, в Ингушетии. А вот это выпячивание, пытаться сделать отдельных якобы, это, конечно, позорно. Ну да ладно. Нам-то от этого абсолютно без разницы. Ингушский фольклор, эпос тоже играет важную роль в доказательстве самобытности ингушей. Мотив, там, ингушский этнос и так далее, это меня не касается. Эздел. Вот дальше смотрим. Ингушский нардский эпос, несмотря на общие черты с нардскими сказаниями других народов Кавказа, обладает рядом уникальных особенностей, отражающих специфику ингушской культуры и мировоззрения. Мотив, 2014 год. Все документы, конечно, последних годов. Важным аспектом ингушской идентичности является концепция эздел. Это уже круто. Концепция эздел, когда есть концепция онхала нохчела, давно кодекс написаны, но этого нет. Дальше смотрим.
Концепция ЭСДИЛ, свод этических норм и правил поведения, которых, хотя имеет аналогии в других кавказских культурах, в ингушском обществе приобрел особое значение и уникальные черты. Да, само слово тоже, конечно, обрело уникальность, откуда оно произошло. Официальные попытки оспорить самостоятельность ингушей. Продолжение доклада. Я уже заканчиваю здесь, уже заключение. Что касается конкретных случаев оспаривания самостоятельности ингушей в официальных дискурсах, можно привести следующие примеры. Опять же, пропускается 2009 год, это убирается. Смотрим, в 2008 году тогдашний президент Чечни Рамзан Кадыров, то есть не говорится об Ахмадхаджи Кадырове, который встречался в Ингушетии, хотел провести на спорных территориях референдум. Это не обсуждается. А высказывание Духвахи Баштаевича, председателя парламента, тоже не обсуждается. Но в 2008 году тогдашний президент Чечни Рамзан Кадыров в интервью российской газете заявил, что ингуши это те же чеченцы. Да, в принципе, да. Что вызвало острую реакцию в Ингушетии. А что вызывать острую реакцию? Мы, по сути, один народ были всегда. Но и так нормальные люди всегда говорят. В учебнике истории Чечни с древнейших времен до наших дней под редакцией Ш.А. Гапурова в 2008 году ингуши часто упоминаются как часть вайнахского народа. Да, советские писатели, историки, они так и записывают до сих пор. Гапуров является одним из тех, и он не соврал. Есть 1000 ссылок, можете посмотреть. Как вас размазал Анчибадзе, посмотрите, как он это сделал. Сейнарева и Танкиева, как он размазал, 2 докторов философских наук в своей работе. Ответ Танкиеву и Сейнареву. У нас на dzurdzukete.com можете прочитать ответ Анчибадзе, как он размазал и привел доказательства. Так, дальше. Ингуши часть вайнахского, но без признания отдельной идентичности. В 2018 году, во время подписания соглашения о границе между Чечней и Ингушетией, некоторые чеченские политики публично высказались о едином вайнахском народе, что многими ингушами было воспринято как попытка размыть их национальную идентичность. И эта цитата взяли из иноагента Кавказского узла. Но так я хочу, чтобы ты понимал, Женек. Когда ты предоставляешь такую информацию, лживую и недостоверную, поясню тебе, почему это было сказано. Потому что на самом деле, с одной стороны, люди думали, что насильственно захватили, там чеченцы это сделали, чеченцы то сделали. И руководство Чеченской Республики доказывало, что мы этого никогда не делали. Что мы являемся вайнахами, братьями, и нам чужого не надо. Мы вернули только свое. На этом заключалось единство вайнахского народа. Призывали, и именно по единству вайнахского народа, допустим, если бы чеченцы были другими, а ингуши другими, поверьте мне, Рамзан Кадыров и председатель правительства, и председатель парламента Чеченской Республики, если бы мы не были братьями, если бы у нас не было вайнахского общего прошлого, никто бы вам не оставил бы спорные территории Сунжинского и Малгобекского района. Если мы были бы разными народами, как вы говорите. Никто. Потому что Уарсхой является частью Нохчи народа. А эти земли в основе своей 99% все арстхоевские. Ну, проживает там Уарсхой в основном. Поэтому не нужно лгать, не нужно обманывать. И, кстати, Уарсхой как раз таки и поддерживают вот это вайнахское единство. Они говорят, мы и с той стороны, и с этой стороны. Давайте останемся братьями. Это наши земли, и мы лучше знаем, где они должны быть, с кем они должны быть, и так далее, и тому подобное. А вы утверждаете, что высказывание Кавказского узла, а он, вы знаете, очень так правдиво описывает, особенно Чеченскую Республику, о том, что попытка размыть национальную идентичность является о том, что, когда говорят, мы были когда-то одним целым. То есть, когда мы говорим, что мы были когда-то одним целым, вы считаете, что мы пытаемся размыть вашу идентичность. Но это абсурд, это, вы же не дети. Господи, как можно вот такое писать, я не знаю, в Тбилисском государственном университете, взрослые мужики, которым за 50 лет, это позор и стыд. Я удивляюсь, как, если там была какая-то грузинская интеллигенция, когда вы это зачитывали, они не вот так, не опускали голову, не смеялись.
Потому что у них есть все документы, и они знают, что чеченцы и ингуши имеют одно прошлое. Они не смеялись над вами, думаете? Да любой человек, кто из маломальски, профессор, доктор исторических наук, когда вот это прочитает, они просто-напросто плюнут вам в лицо, скажут, это что за байда? Это позор, это стыд, срам. Ни один кандидат, доктор, аспирант не может такое вот балабольство взять и приписать. Ну ладно, заключение. Таким образом, анализ исторических, лингвистических, антропологических, культурных данных убедительно доказывает, никаких данных нет вообще, никаких данных, никаких примеров. Одна-две фамилии, две ингушские, одна Алексеев, и то, который указывает только об антропологическом типе ингушей, что не сказано там о чеченском и так далее и тому подобное. Хотя Блюменбах прекрасно это еще в 19 веке описал, но это не важно, это не важно. И здесь говорится, культурных данных убедительно доказывает, что ингуши представляют собой уникальную этническую группу с собственной идентичностью. Ради Бога, пускай это будет так. Новчи только будут говорить и радоваться за братьев ингушей. Валлахи, мы рады будем говорить, что вы уникальные, единственные в этом мире. Никаких проблем нету, но только не затрагивайте чеченцев. Но группу собственную, уникальную этническую группу с собственной идентичностью. Точку поставьте, все, дальше не надо было писать. Нет, они ставят запятую, отличной от чеченской. Почему только от чеченской? Не осетинской, не грузинской. Почему не кто-либо другой? Именно чеченской. И это нужно было указать. Поехали налаживать отношения между Грузией и Ингушетией, но затрагивать чеченцев. Попытки представить ингушей как часть чеченского народа или отрицать их культурную самобытность не имеют научного обоснования и могут рассматриваться как форма культурного и политического давления. Ерунда это полнейшая. Важно отметить, что признание уникальности ингушской и отрицание глубоких исторических и культурных связей между ингушами и чеченцами. Однако связи не должны использоваться как инструмент для отрицания права ингушей на самоопределение и сохранение своей уникальной культурной идентичности. Во-первых, а чеченцы самым мирным образом согласились. Не забывайте, заседания, которые проходили в ДК Грозном в 1989 году, это было в Грозном, и чеченцы поддержали. Чеченцы в 1973 году, вы ни один не указали, что больше 80% людей, которые вышли на митинг, были именно чеченцы. В это холодное январское утро. Вы не указали. Это чеченцы поддерживали по возвращению пригородного района. Чеченцы в 1992 году, добровольцы, не имея официальных шевронов, точно так же поехали поддержать в осетинско-ингушском конфликте. Чеченцы оказали полностью медикаментами поддержку, помогали оперировать и так далее. Чеченские журналисты освещали все средства массовой информации об этой ситуации. Чеченские добровольцы поехали и вызвали оттуда ингушских студентов на тот период. Чеченцы, город Грозный в том числе, принял, как указывает первый глава или первый президент Республики Ингушетия Руслан Аушев с пригородного района 60 тысяч беженцев в Чеченской Республике. Они проехали Назрань и все остальное. А что касается роликов, посмотрите, в 1992 году, когда говорили, что 2-3 раза завысили, 100-200 долларов просили квартиры для беженцев пригородного района в самой Ингушетии, для своих же беженцев. Это видео есть в свободном доступе, его выложили достойные ингуши. Поэтому не нужно упрекать чеченцев в чем-либо. Мы никого не упрекаем. И не говорим, почему вы не говорите, что мы это сделали и все остальное. Вот таким образом наш сказочник Евгений Романовский, подверженный инструктажу долбозвончиков, прочитал вот эту ерунду, которая, так сказать, была озвучена на симпозиуме. Коротко. Марьям Бежиташвили, докторант программы «История Кавказа» Тбилисского государственного университета имени Ивана Джавахашвили. Опыт перспективы становления устойчивости гражданского общества Ингушетии.
в Ингушетии. Ну, дальше здесь я зачитывать не буду. Это все Ингушетия, это нас не касается. Актуальность исследований нас тоже не касается. И вот тут единственное, что мне четвертым пунктом говорится, до 2018 года, и тут лжет наша Марьям Бежиташвили, пишет, что площадь Республики Ингушетии составляла 3628 квадратных километров, что не является достоверной информацией. Во-первых, информация такова, что эта территория была 3123 квадратных километров. Раз. И даже по самым большим подсчетам, территория Ингушетии была 3600 квадратных километров. И вот откуда получились и появились дополнительные 28-30 километров, которые Марьям уже автоматически приписала в 2018 году. А знаете почему? Посмотрите. 3600 квадратных километров территории до 2009 года, даже еще меньше. А после 2009 Марьям сразу записывает по 2018 год. Она думает, что у нас нет данных. А данные есть в свободном доступе в интернете. И там четко указано. Максимально, когда указывается Республика Ингушетия, это 3600 квадратных километров. Это, даже если верить этой сказке, это тоже лживая информация. Но она даже первую лживую информацию не зачитывает, она зачитывает сразу лживую информацию и говорит 3628 километров. Нет, 3600. А вот эти 30 квадратных километров, это те лесные угодья, которые захватили, своровали. И поэтому Марьям сразу написала 3600. Или Марьям, или тот, кто написал ей этот доклад. Записал 3628 километров, что не является абсолютно достоверным. Российская Федерация. События 2018 года, связанные с изменением административного ГО, привело к беспричисленному подъему гражданской активности в массовой мобилизации населения. Именно этот процесс, связанный и так далее тому. События 2018-2019 году вызвали широкий международный резонанс. События в 2009 году не вызвал никакого резонанса, ни один человек не вышел на митинг, ни слова не сказал, что у чеченцев украли земли. События 2004 года, когда Абадиев написал о чеченской идентичности книгу и распространил его монографию, где называют чеченцев полукровками, никакого резонанса не вызвало, и никакие СМИ об этом не говорили. Когда в 2009 году Абадиев выпустил вторую книгу под редакторством Нурдина Кадзоева, то есть написал Нурдин Кадзоев, Абадиев якобы выкупил ее за 15 тысяч и под своим именем выпустил, а возмущение с Республики Ингушетии ни у кого не вызвало. Хотя в дальнейшем, конечно же, эту книгу признали экстремистской, и что ее нельзя распространять. Но, несмотря на это, событие широкий международный резонанс не вызвал. Марьям Бежиташвили об этом не пишет. Она пишет, что события 2018-2019 года вызвали широкий международный резонанс. Ключевые мировые СМИ, The New York Times, BBC News, Human Rights Watch, Reuters, Al Jazeera, Al Guardian, The Guardian освещали масштабность ингушских протестов интернет-СМИ. Ладно, это я уже оставлю. О гражданской активности Ингушей 56 Кадзоев, Н. Сампиев, это исследование важных и так далее. По 1973 году ни одного слова, опять же, что чеченцы поддержали, нету. Там НПО, все остальное, это не важно. Это все оставим. Посмотрим хронику территориального распада. Так она написала. Написала Марьям Бежиташвили. Посмотрим на хронику территориального распада. В 1933 году АО Ингушетии отнимают город Владикавказ и объединяют с Чеченской автономной областью. Ну, если я не ошибаюсь, дата 1934 год. Ну да ладно. Объединяют с Чеченской областью. Это хорошо, это правда. 92 год, ну, 44-й ликвидирует Чечено-Ингушскую. В 1956 году отчуждает Ингушский пригородный район. В 1992 году происходит этническая чистка ингушей из этого Западной Ингушетии. 1992 год. И тут четвертая дата. 2009 год. Молчание. 2012 год.
молчание. Но сразу же переходит с 92-го, 26 сентября 2018 года территория Ингушетии была сокращена еще на 32 550 гектаров. Суджинский район, часть Малгобекского района были переданы Чеченской Республике. Чеченской Республике были возвращены украденные земли, Марьям. Некрасиво врать, очень некрасиво. Это некрасиво. Ну да ладно. Таким образом, только за последние 100 лет ингушей постоянно лишались территориального самоуправления, а вместе с ним, соответственно, ой, Марьям, сколько они приобрели, ты не видела. Изначально сколько было? Ва алейкум ассалам. Сейчас я отвечу. Ну, дальше уже Горская автономная ССР не нужно периода, Ингушская автономия тоже 34-44 не нужно. Это неинтересно. С 1988-92 года сочетание всех известных методов общенародного обращения центрального органа власти, массовые подписки делегаций, митинги, национальные съезды. На этом этапе формируются институционные основы ингушского национального движения. Происходит организационные, структурные, политические партии и союзов. 2018-2019 год. В настоящее время гражданская активность проявляется в форме международного конгресса и так далее и тому подобное. Это абсолютно нам не интересно. То есть показывают, что вот в этом году, в 2018-2019 году они показали там солидарность и так далее и тому подобное. Потом, когда был создан НИСКО, другие партии и так далее и тому подобное. Больше здесь интересного. Массовый митинг 17 января 2015 года. Ислам против терроризма и экстремизма. 23 февраля 2019 года. Направление против защиты Родины. Ну, короче, это нас не касается. Это нас не касается. Здесь Марьям стоит отдать должное. Она меньше всего затронула Чечню. Так, дальше читаем. Акторы митинга 18-19 годов, принявшие участие в организации акций протеста против подписания между Евкуровым и Кадыровым антикоррупционного соглашения о границе передачи ингушских территорий Чечне, Аман Барахоев, Малсек Ужахов, Барах Чемурзиев и так далее и тому подобное, Нальгиев Зариф и Зарифа Саутиев в настоящее время, а это в то время еще не выпустили их, они поэтому пишут. Маркированное гражданское общество, общество как экстремистского, что повлекло за собой проведение, следовательно, процесс укрепления коллективной идентичности. Заключение. Как показывают исследования, гражданской активности ингушей за последние 70 лет характеризуется исключительно стабильностью, ярко выраженной этнической, это все понятно, характер направления против существующих проблем, субъектов федерации это не нужно. Развитие гражданского общества в Ингушетии сталкивается с многочисленными трудностями. Однако происходят также важные исторические современные процессы. Протесты 2018-2019 годов. 2009 год не упоминается. Эти события сопровождались расширением социальной базы, протестов и так далее и тому подобное. Вот так заканчивается доклад Марьям Бежиташвили. Ну, кроме вариантов с кражей 2009 года, документы я вам показал. Вот так, господа хорошие, закончились, начиная от рожденные в чужих животах, заканчивая территориальной ложью, что у них было 3628 квадратных километров земли, заканчивается доклад, который мы складываем вот так в папочку, распечатанную, очередную папку. Я передумал, я думал, что выкину, потому что, в принципе, зачем мне, у меня в электронной версии он есть, но я сохраню в бумажной версии. Плюс еще 94 страницы той мульки, которую они написали еще до этого. Данный доклад закончился. В принципе, честно сказать, я еще раз повторюсь, у нас никогда не было никаких претензий от того, что они ездят, там, встречаются, разговаривают, общаются с другими республиками, налаживают взаимоотношения, строят свои культурные дома. Как говорит Сереждин Султыгов, цитирую его слова, чтобы наладить взаимоотношения с Грузией после того, как, притворившись ингушом, кто-то, чеченец, поехал убить, опять же, не называя фамилии, не показывая уголовное дело, не говоря ничего, никаких доказательств, огульно, который сел, бедолага, начал обсуждать это все, но
как видите, все закончилось так, как закончилось. Кроме как обвинений в основе своей, ну, если взять там процентов, наверное, 40, там касается чисто ингушской тематики, литературы, культуры, там, лингвистики, это, опять же, нас не касается. Но остальные 70, это косвенно задевает особенно. Здесь во всех этих докладах 2018 год, это как бельмо красное, чтобы обязательно запомнили грузины и все остальные, что это время аннексии якобы у них земель. Но, опять же, мы прекрасно знаем, и у нас есть все доказательства, я вам зачитал распоряжение правительства, постановление правительства Российской Федерации, не Чеченской, Российской Федерации, как они все это сделали, я довел до вас сведения. Если у вас есть вопросы, я, конечно же, на них отвечу. Итак, господа, если кто-то хотел отправить запрос и поговорить, показывая свой фейс, отправляйте запросы. Ибрahim, если есть вопросы в Ютубе, отправляйте запросы в Ютубе. Я готов отвечать ваши вопросы. Вот так, господа хорошие, закончился симпозиум. Это те доклады, которые касались нас непосредственно. Вот. Поэтому дальше. Бюстихил, хотелось бы узнать немного про Оспанова. Саадал, он был выходцем Тейпадышни, был на стороне царских властей. И что я должен был рассказать о нем? Сереждин Ма'ва, Эрзуя и так далее и тому подобное. Да, мозгов. Ага. Так, вопросы. Я не вижу вопросов, задавайте вопросы. Сейчас, пока вы будете задавать вопросы, я быстро схожу за водой. Чтобы вы пока пишете вопросы, я буду выпью воды и вернемся. Стакан. Шлях мобил. В горле пересохло. Про муфти. Ну, что про видео муфти я могу сказать? Только хорошие. Только хорошие. Я могу сказать, просто любая информация, которая вам известна в интернете, ничего стоящего о нем нету написано. Но в основе своей, то, что у нас есть, мы публикуем про каждую личность. Если будет какая-то информация, она должна быть опубликована у меня на странице, посмотрите. Поэтому добавить пока ничего не могу. Башлам, на какой территории проходила, так скажем, граница между Черкесией, Кабарда и Чечней? Малая Кабарда – это территория Малгобекского района, Дюэлкюрт, Псидах. Вот в этой области проходила граница между черкесами и чеченцами. Ну, Кабардой и чеченцами. Какалика, я обязательно, если будет, у меня на странице будет, я он сажим опубликовать. Чуть пролистаю вниз, посмотри, вроде бы я опубликовал. Если мы с тобой говорим об одном и том же. Дерез Масанахвил. Малой Кабардой. Ингушей в то время не было между нами. Вообще они были в горах. Не спустились. Эти земли вплоть до Владикавказа были за чеченцами и частью за кабардинцами. Кабардинцы когда-то доходили до Дарьяльского ущелья, но потом их потихоньку оттеснили вплоть до Малой Кабарды. Малая Кабарда — это непосредственно Малгобекский, Псидахский район был, вот так. Вот там и граничили. Ингушей между нами не было в то время, еще не спустились. Ассаламу алейкум. Некоторые ингуши считают осетин пришлым народом на Кавказе и так далее. Это правда? Нет, я бы не сказал, что это правда.
Башлам Осетинич против царской власти. Да, воевали. Осетины воевали. И на стороне шейха Мансура были осетины. И на стороне имама Шамиля были осетины. Не все, но были. Поэтому не могу сказать, что они все воевали всегда на стороне царской России. Такой информации у меня нет. А где была граница между Чечней и Дагестаном? По реке Сулак была когда-то. Потом уже передвинулась Ямансу, кажется, называется. Где моя донаторша? Хаялил вот дииг. Донатов сегодня нету. Пока никто сегодня не поддержал, но ничего. Человек. Пока, как видно, не всем интересно. И осетины предатели Кавказа. Но нельзя такие вещи говорить. Это нельзя такие вещи делать. Не пишите, это разжигание межнациональной новости. Ага, беру свои слова обратно. И сегодня волки из Ютуба, если я не ошибаюсь, сегодня первый и единственный донат сделали биноевцы. Это сделали через Donation Alerts, через, это с Европы, задонатил брат Заур. Вот. Если я не ошибаюсь, это Заур Бено, который задонатил. Единственный. Так что Беной сегодня оказались более щедрыми, более инициативными. Тот, кому понравился наш сегодняшний эфир и поддержал нас. Это вот так вот. Я говорю ингушам, пусть донатят, ты больше их историю им рассказываешь. Но это навряд ли. Джамлея я один раз помучил, что он поддерживает, задонатил. Там его после этого скрины вырезали, начали говорить, что Джамлей поддерживает чеченских блогеров и так далее. Поэтому бедный Джамлей. Он бы сам, кто бы его поддержал, не то что меня. У него ситуация не лучше моей. Так что я его помучил, но, как видно, мое слово очень сильно задело нарнийцев, и они групповую начали писать это. Поэтому по выступлению муфтия мне понравилось оно. Скоро будет решение, скоро все муфтии соберутся. Очень понравилось выступление муфтия Чеченской Республики, который сказал, что я этой информацией не обладал. Оказывается, что связывали с муфтиятом Дагестана 6 мая, на что обещали, что сносить мечеть не будут. И потом 7 мая их все-таки эту мечеть убрали. Я сделал подкаст, был приглашен на передачу, мы на подкасте обсуждали ауховский вопрос, но загружать этот подкаст в интернет или нет, вот это, конечно, немножко уже другое дело. Сейчас постараюсь вам в прямом эфире показать выступление муфтия Чеченской Республики. Так, сейчас мы постараемся вам обеспечить онлайн вещание муфтия. Так, меня видно, слышно? На меня подписываться не надо, я не такая богатая, тебе донат кидать, человек пишет. Если меня видно, слышно, я включу вам, да. Итак, господа, включаем выступление муфтия Чеченской Республики. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. По поводу инцидента, который произошел в Казбековском районе в селе Ленин-Аул, где была снесена историческая мечеть, которая была построена в 19 веке, принадлежала чеченскому обществу. Мы
прежде чем это произошло, 6 мая послали нашу делегацию призыв. И поэтому мы сядем, будем разбираться по нормам ислама. Там будет два вопроса. Снесение мечети, насколько соответствует нормам ислама, что произошло и что дальше мы должны делать. Второй вопрос. Это наболевший вопрос на протяжении очень многих лет. По возвращению сталинских репрессий, ссылки, чеченцы не могут заселиться в свои дома. Как председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, еще хочу заметить, что это разбирательство будет не только между богословами, дагестанцами, чеченцами, а также там будут присутствовать и другие богословы со всех духовных управлений Северного Кавказа. Поэтому мы призываем наших всех братьев, чтобы не поддавались на провокацию, не сеяли смуту, не оскорбляли друг друга, потому что очень много достойных, богобоязненных, справедливых наших братьев-дагестанцев. Нельзя оскорблять нацию, друг друга оскорблять нельзя. У каждой нации есть хорошие поступки и плохие поступки. Это не отражается на общей нации. Поэтому мы должны быть в единстве, согласии. На этом заседании мы, конечно же, будем осуждать все по нормам ислама и примем самое справедливое решение, иншаллах. И надеемся, что мы все будем придерживаться этому решению. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. По поводу... Ну что ж, дорогие друзья, вы услышали выступление муфтия Чеченской Республики, председателя Совета, Координационного совета муфтиев Северного Кавказа, если я правильно выразился. Вот. Будем надеяться, алейкум ассалам, ждем, что будут позитивные изменения, будут наконец-то решены вопросы по ауховским землям. Еще раз повторюсь, в подкасте я был приглашен на подкаст, и мы обсуждали с уважаемым непосредственно интервью, как правильно сказать. Я был в гостях у нашего блогера, где я отвечал на его вопросы, проводили подкаст. У нашего брата Амада, Нохчефильм, он задавал вопросы. Опять же, сразу говорю, абсолютно мы заранее не договаривались. Он пригласил, мы записались. Сегодня вы увидели на YouTube-канале наш подкаст по памяти нашего историка Хасана Бакаева. Вот. И вторую часть подкаста мы записали по проблеме Ауховского района Ауха, а также о снесении мечети еще до того, как выступил наш уважаемый муфтий Чеченской Республики. Но сказать, там все вопросы касаемо Ауха, плюсы, минусы этого вопроса. Вот, насколько, опять же, это не подстрекательство, это не разжигание, это как видим мы, ауховский вопрос и решение его. Кто в этом виноват? Точно так же по вопросу и мечети Ауховского района. Так, тут были вопросы ко мне. Иншаллах, иншаллах. Так, дальше. Здесь были вопросы ко мне. Вот здесь. Грозно выглядишь. Я не себе, я брата прошу. Башлам. Цахазерсон со Эшбатоу. Я опубликовал буквально недавно фотографию, где был съезд, небольшой съезд, точнее, ну, не съезд всех, а вот части эшбатоевцев, с которыми встречался, вот, и вместе знакомились, обсуждали, разговаривали.
Я из тейпа Эхшбатовой, из Нахчмахкоевцев. Ты гроза нордийцев, брат. Есть немножко такое. Башлам, я слышал, что кей это эхи. Абсолютно верно. Кей, эхи это одно и то же. Ну, кей сегодня идет как отдельный тейп, а эхи идет тоже как отдельный тейп. Но это одно и то же, честно сказать. Это правда, абсолютно правда. Они еще кровно родственные. Они родственные, это один тейп, но сегодня они идут каждый по отдельности. Лам эхи идут как не входящие в тухум, и кей идут как не входящие в тухум, но это одно и то же. Дальше. Так. Полить мави со эфире и так далее и тому подобное. Так вот. Ассалам алейкум, ва алейкум ассалам. Саид Мушаев, я ответил по этому вопросу, надеюсь. Дело в том, что у меня слишком много родственных тейпов, которым мы говорим. Поэтому многие думают, что я в основном или эхкой, потому что я говорю за аух, я говорю про акинцев. Точно так же я очень много говорю про тирой, которых я очень люблю, ценю. Садейши чуа мелхой. То есть все вот эти пограничные тейпы, фратры, которых якобы называют и говорят, что не чеченские, они мне как раз таки ближе всего. Как решить вопрос пригородного района по справедливости? Делюка 008. До тех пор, пока горячие головы не остынут и не сядут для обсуждения, нормального обсуждения с осетинской стороной, два гражданских общества Осетии и Ингушетии, я думаю, этот вопрос невозможно будет решить. Если будут и дальше обвинять друг друга, если будут дальше поливать грязью друг друга, не придут ни к какому единству. И каждый будет в Москву по отдельности своим путем бегать. И вот так вот навязывать. Поэтому, опять же, то же самое из Грузии. Буквально сейчас, недавно сделали официальное заявление, я бы так сказал, наверное, заявление, это гражданского сообщества, кто является братьями грузин. Кто на первом месте, кто на втором месте. Так вот, братьями грузин на первом и втором месте стоят. Первое место это армяне, второе место это осетины. Ингушей и чеченцев как не было, так и нет. Поясню почему. Дело в том, что мы, возможно, и соседи, возможно, и хорошие друзья, возможно, и так далее, и тому подобное. Это там какие-то браки, там наша часть кистинцев, которые проживают на протяжении 250 лет. Да, это все есть, это не оспаривается. Но все-таки им, братьями по вере, и все время помогали, и в войне, и во всем, это были армяне и осетины. Потому что и те, и другие в основе свои христиане. Остальные все вокруг православной Грузии, католической Грузии называйте, армянской католической Грузии, Армению католической называют, никто, кроме Российской империи, все остальные республики являются полностью мусульманскими. Кидайте донаты, крохоборы. Вот так вот. Поэтому они сегодня вот уже заявляют, закидывать начали блогеры. Опрос был, и они говорят, кто является братом грузином. На первом месте стоят армяне, на втором месте осетины. Кто бы что ни говорил, каких бы проблем не было между Осетией. То же самое я бы добавил, наверное, на третьем месте у грузин, третьи братья были бы записаны как абхазы. Почему? Поясню. Потому что многие ученые всегда заявляют и говорят, что мы были одним государством, мы братья, там царство у нас было одно и так далее и тому подобное. То есть грузинские ученые об этом утверждают, об абхазском царстве и все остальное. То есть они подчеркивают свои родственные близкие отношения. Поэтому для кто кем им является, это, конечно, их личное дело. Тут никто не пытается навязаться, но все-таки, как мы знаем, вся эта ситуация является немножко, так сказать, непростая по отношению к этим, как говорится, взаимоотношениям, которые есть между ними. Вот. Я бы так сказал. Вот. Так, вопросы. Меня хоть видно, слышно?
Что-то тормозит интернет вообще, да? Братство в народах можно проследить между национальными браками, там, где их нет. Ассаламу алейкум. Братство, братья, где их нет, смысла говорить о близком братстве. Не знаю, не обязательно нужно быть, браки должны быть, чтобы о братстве говорить. Ассаламу алейкум. Для любого человека, увидевшего стройки в Грозном, сразу будет понятно, что укреплению быть. Я не знаю, я ничего подобного не слышал. Башлам Кавказский, Туан Болшат, знаменитый, личность Хилахили Нашхар. Конечно, наверное, больше, чем уверен, да. Дикхез. Возможно, возможно. Осетинский ОМОН был в Чечне во время войны. Говорят, зверствовал очень. Да, Лука, я слышал об этом очень много. Но, опять же, вы знаете, сегодня я не могу судить о том, кто был в Чечне, кто не был в Чечне. Поэтому, какой же я тебе запрос отправил на совместный эфир, но ты отклонил. Давай решим вопрос. Новолакский район, прими запрос. Ты решить по Новолакскому району ничего не можешь. Если бы ты отправил запрос, и он бы ко мне пришел бы, я бы, конечно, бы его принял. Перезагрузи свой интернет для начала и не лицемерь. Вот. Ты ничего решить по Новолакскому району однозначно не можешь. Я поясню. Ты не политик. Это раз. Ты не руководитель. Ты не депутат. И в твоих руках 0, 0. Все, что у тебя есть в твоих руках. Поэтому перезагрузи свой свой интернет. Заходи. И потом отправь. Алло, тейп нахляц. Это красный горшок же, да? Запрос ко мне не приходил, он говорит, запрос я тебе отправил, давай решим, говорит, по Новолакскому району. Решить, говорит, нужно по Ауховскому району. Ауховский район решить. Интересно. Полномочия откуда у тебя, чтобы решить по Ауховскому району? Если была бы указка в Кремле, давно бы решили бы все. Я не уверен, что данный вопрос зависит от решения Москвы. Москва давно уже выделила деньги, насколько я знаю. Вот так вот. Это однозначно так. Алрой, Адмайho. А что ты хочешь об Алроях узнать? Исконно ногчий тейп, большой тейп. Башлам, оказывается, у тебя есть полномочия. Оказывается, да, близко к сердцу, не воспринимайте. Валерьянка не так подействовала на него. Есть своя родовая гора. Есть башня. Что еще про Алрой ты хочешь знать? Чистокровные ногчи. Достойный представитель нашего народа. Про дамбы, которые она понастроили на Тереке, тоже надо поднять вопрос. Мирпаси, я вроде бы никого не кидал. А с чего вдруг я кого-то кинуть должен был? Спасибо за ответы. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам.
Ну, то, что знаю, ответил. По крайней мере. Цавой шгырвел, цавой шгырвел, цавой войшга гарвел. Я не понял уже. Алруа шукири. Вы знаете, честно скажу, ночью 483. Мечау гашо. Хохчау баркай. Запрос прислали. Вы знаете, честно сказать, я очень удивлен. Я не сильно люблю, когда тайпово хумшдари халдахар. Вот эти вещи я не очень сильно люблю. Я ему сказал перезагрузить. Алару ойлар. Сакит. Тайпово хумш халур сон. Алару айт нохчи тайпду. Ак, мох был ламбу шабель нохчи дуцент. Ак, что я могу сказать по этому поводу? Вот в этом проблема. Так, и кто у нас здесь поддержал нас? Читаю. Так. Задонатил. Кидайте донаты, крахоборы. Вот так отправил Заур. Про дамбы, которые они понастроили на Тереке, тоже надо поднять вопрос. Про дамбы, которые понастроили в Тереке, я об этом говорил. Вот такие еще 2 доната отправил Заур. Биноевец Заур. ДРС Хилдал Сейдуэл. Ты единственный, кто сегодня задонатил и поддержал наш канал, так что не удивляйся. Башлам цуантро шляц ала, элла цуантро шляц дийцна. Вот твои долтейпнаш, те, которые у нас есть, те, которые у нас всегда мы поддерживаем. Я вот, имеется в виду, у которых достаточно, ну уж кто цуантро вообще, что говорит, Тюнан Вюс, Швайт Мула Цинтароевский, Бувейсар Сайтиев, ну, Цуантро, Дада Цинтароевский. Про всех их говорить, я честно сказать, я не вижу в этом смысла. Почему? Потому что Цуантро дох тайпду, хазнеясаната, шир тайпду, исконно нохчи тайпду, ламбу, банщу, нашхабау, Цуантро шеюшт, ютак. Что про него можно сказать? Аларва Нашхар Арвелла, да, Нашхар Арвелла, абсолютно верно. Тайп нахуша, Цюнан Дюзел Тахана Хаздок Хила. Аларвай, Бенуай, Ялхвай, Дук Тайпниш Ардула, непосредственно из Нашхи. Башлам Тисаев Амин куда пропал, не знаешь? Нет, не знаю. Я не контачу с ним. Не контактировал, давно его не видел. Наверное, последний раз я его видел 2 года тому назад, если не больше. Астейп Алару Кичар Чоду Вош Муацвай Бусул Дош Нохчиду. Чоду Цабаху Ягдухва, Чоду Кидик Дуй Цабах. Что именно вот? Если бы это не наш тейп был, там J1, J2 в основном Аларвай, чистокровные ногчи, ну, все, что нужно знать про них, в принципе, ты и так знаешь. Если про каких-то национальных героев, то я до публикации, до того, как не опубликую, я не рассказываю. А цавей дурхаху, шевей дуйху, шецендл, тейпниш, диц, уже как-то так вот. Башлам мержуэ оухи бахкер дюйцари, Бекхан Умаров. Бахкер, но переселение, восточная часть, как мы знаем, западная часть в основе своей попала под влияние царской России, экспансия шла с западной стороны, экспансия завоевания Кавказа. И если и были какие-то переселения, но, опять же, это вот любимая тема Гаджиева, да, как раз таки он, и они утверждают, что они во время Кавказской войны переселились в Меджуй, там переселились в Аух и так далее и тому подобное. По мне, эти записи и документы, которые есть, которые указывают, что изначально проживали ауховцы в этой части, там, в 16 веке, 17 веке, да не суть. Даже если они только в 18 веке там проживали.
без этого даже нету никакого резона об этом говорить, переселились, поселились на своих землях, плодородных, плоскостных землях, подальше от экспансии. Ну, и даже там, конечно же, малоземелье, селились туда, где есть свободные земли, там, где есть родственники, там, где проживает свой народ. И вот так Мержу оказались в восточной части своей родины, Нохчичу. В то время это еще была Нохчичу. Ну, оно, наибство шло как ауховское наибство, ни больше, ни меньше. Вот так было все. Поэтому Аллах резхул башлам, сухет тонхах. Ну, что, в принципе, здесь тоже говорить, вот у вас вот тейповая тема, харачу тейп наглас, харачу тейп, дух тейп, позднее шир тейп, целая культура называется в честь харачоевцев. Кайкено-Харачоевская культура, если я не ошибаюсь, да? Харачой – одна из самых древних башен на всем Северном Кавказе, имеется в виду именно высотные башни. Она 5-9 века датируется. Остальные башни там кто 11, кто 12, кто 13, 14, 15, 16, 17 веке в Чечне уже перестали вообще башенные комплексы делать. А в остальных местах вполне возможно и до 19 века строились. Поэтому от харачоевцев считается, что сегодня это не популярно, может говорить, и чтобы не было обидно, но те же харачоевцы странным образом, у них две разные гаплогруппы, L3, ты реально лицемер, я тебе 3 раза запрос отправлял. Послушай, если бы ты отправил мне запрос, 3 раза ты говоришь, чтобы собрать донаты, отправь запрос. Я тебя не оскорблял, а говорил, как есть. Вот, какие донаты, какие собрать донаты. Ты хоть понимаешь, что донаты здесь вообще в реальности никаких не бывает, как таковой. Вот. Запрос отправь, 3 раза, если пришло, я клянусь именем Аллаха, ко мне 3 раза твой запрос не приходил. Я тебе сказал, перезагрузи, может у тебя с интернетом какие-то проблемы, и все. Ты вообще что несешь для начала? Еще 3 раза запрос отправлял, но ты отклоняешь. Нет, не отправляю. Горе-историк. Нет, горе-историк ты как раз-таки у нас, который дурманит свой народ. Ты все это затеял, чтобы собирать донат. Ну вот ты болтун, горшочек, отправь запрос. Вот как болтать, просто запрос отправь и все. Понимаешь? Не надо языком чесать. Ты это все затеял, чтобы собирать куда? Зачем? Отправь запрос сюда. Перезагрузи, я же тебе сказал. Кто-нибудь другой отправьте запрос, чтобы посмотреть, доходит до меня или нет. Кто-нибудь запрос отправьте, чтобы этот человек убедился, что он врет или нет. Ночь Махко отправил запрос, я его принял. Покажет ли он? Эфир geçiriyor. Запрос пришел. А Всё. о чем? Sida Ervaq qalsın çocuk, Ervaq. Не, блокировать не надо никого. Много чести, чтобы блокировать. Запрос от других я же принял? Принял. Видно? Видно их. Так, запрос отправил еще один. Ремонт квартир. Принять. Assalamu alaikum. Валейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Ладно, ну чай. Сам дас, альхамдулилlah, там сани. Запрос принял. Ne getirdi? Давай, Вайсрай да, давай, да, сидуэ.
всех, кто отправил, запрос я принял. Э, Не знаю, это если он отправит запрос, если его покажет, зададите ему. Запросы от себя отправить. Я отправил ему запрос. Вот я отправил ему запрос. Где он там находится, я не знаю, но я отправил запрос ему. Башлам, не обращай внимания на всяких ублюдков. Вот, про Харачой. Ну, как я и рассказал, Зураб не может присоединиться, написано. Я отправил, Зураб Гаджиев не может присоединиться, написано. Принять, отправить, я отправил. Почему-то 2 человека других могут ко мне запрос отправить, и я их принимаю. А вот ты не можешь. Я тебе отправил даже 2 запроса, ты не принимаешь. И сам не отправляешь. Потом говоришь, что я лицемерю. Что какие-то донаты собираю. Аланский захоронение, Каюма Хаири. Башлам Карини Аланский захоронение, Каюма Хаири. Ну, кроме того, что полностью отправили на экспертизу, алейкум ассалам. Ничего плохого. Пусть донат пришлет. Да, он удалил. Скрин сделай. Внизу экрана становится. Я скрин сделать не смогу. Не принял. Вот я отправляю. Вот смотрите, здесь 4 принять написано. Принять Вокстаг, принять. Вот этих 2 я принял. Вот. Я не знаю. Ассалам алейкум, Башлан Чинхой. Ну вот, Вокстаг тоже я принял. Салам алейкум. Алейкум салам. Я тут думал, Башла, может этот красный горшок хочет какую-то провокацию замутить у тебя в эфире? Не думал? Нет, вот провокацию не получится, потому что только он начнет провоцировать, мы сразу поставим на место. Что ему мешало вчера, там, я не знаю, прошлый эфир к тебе зайти, поговорить об этой теме? Ничего Я не знаю, я вот отправил человеку, вот он 2 раза запрос я отправил, вас я принял всех, там 4 запроса стоит, и он в том числе, я 2 раза его принял, не принимается, потом я отправил ему 2 раза, не может присоединиться написано, вас я присоединяю, все присоединились, а он почему не может, я не знаю. У меня просто наш красный горшок заразился болезнью ножницев. Это, я не знаю, последняя стадия, походу, этого. Врет, не краснеет. Хотя краснеет, красный же горшок. Краснеет. Вполне возможно. Ладно, вот, слушай, Давайте сейчас посмотрим. Может, он еще раз отправит. Говорит, что 3 раза отправил. Посмотрим. Ну вот 4 человек я смог принять. Может, реально у него, он специально перед встречей муфти хочет провокации. Провокация не удастся перед встречей. Заур задонатил с подписью, отправил надпись: «Башлам, не поддавайся на провокации некоторых ублюдков». Абсолютно не поддаюсь, не собираюсь ничего против, как говорится, нарушения законодательства России что-либо говорить. ДРС Хил сайт. И поэтому, что он там хотел сказать, решим вопрос по Уховскому району, так он говорил. Честно сказать, ну, у меня вопрос был не в этом, конечно же. Для начала его доклад, который он поехал в Грузию и там докладывал, вот об этом хотел поговорить, но, к сожалению, почему-то он не может присоединиться. Почему-то я его не вижу в эфире.
Если бы он хоть что-нибудь бы написал, я бы его попытался опять добавить к себе в эфир. Задавайте вопросы, если он зайдет, мы добавим его. Если он отправит запрос, задавайте вопросы. Пока Зураб ищет сверхъестественные силы. Кажется, он вышел. Ну, напишите ему кто-нибудь в директе, посмотрите, что он там может, не может зайти. Башлам, что посоветуешь только начинающим изучать историю? Посоветую вот такую великолепную книгу «Чеченские этнонимы» Хасана Бакаева. Великолепная книга. Начните с нее обязательно. Башлам, хокучуах, царах, прямой эфир вел, вехаг волшсего. Эфири вала, вехаг волшсегвац. Вехаг волшсегвац, ба. Да я бы принял его, не обязательно же говорить там. Я хотел услышать, как он хотел решить вопрос, ауховский вопрос. Мне это интересно просто, реально, вот сейчас мне интересно. Вот не могут многие решить, в Папахе не жарко, братан? Нет, не жарко. Вот многие политики не могут в Дагестане решить вопрос Ауховского района. Каким образом вот Зураб Гаджиев хотел его решить? Вот мне интересно было. Вот этот вопрос именно посмотреть. Потомственный историк, трехкратный олимпийский чемпион, любитель выступать с докладом в Грузии. Поэтому говорит, что я собираю донаты. Я не знаю, за счет него, что ли. Если за счет него, то вообще ничего. Вот здесь донейшн отправил только один Зураб, по крайней мере, в Ютубе. И то, по крайней мере, так. Сейчас, подождите, чтобы не соврать. Потом, нет еще. Хасан Бакаевин Тира задонатил еще один брат. Хасан задонатил на Хасана Бакаева. Гирихан написал, помогаю, чем могу. Гирихан задонатил. И все. Гирихан, Уэйс дал Сидуэл, дал Духуахуэл. Уэйс задонатил. И за передачу Хасана Бакаева тоже задонатили. Башлам царях вообще даун. Куда же он делся? Кто-нибудь напишите ему, чтобы он зашел, отправил опять запрос, отправил. Вот мне сейчас очень интересно ему задать вопросы, как он хотел это решить. Кто-нибудь, напишите ему, скажите, пускай запрос отправит еще раз. Зураб Гаджиев, ты куда пропал? Выходи, Леопольд. Чинхоч, энтиши, нохчи хилак. Амир, я так скажу. Чинхо это чинхоч, энты это чанты, и оба они нахчи. Чистокровные. Чего шхилабог? Нет, не хочет он. Не считает фуфлыжник. Никто его, мужчина, не считает. Не хочет он. Заборз. Ну, попросите его в последний раз, пускай отправит запрос. Чтобы он потом не говорил. И холхаз куя дикхият хон дересхил из ахтиллен цадьезу. Садьеза вайцадьезчан. Это их проблема. Решит эту проблему. Ну, я хотел узнать, как он решит эту проблему. Каким образом он пытается решить эту проблему. Вот реально, мне интересно, вот как историку, чтобы он там рассказал сверхъестественного. А тебе какая разница, хильчица,
Саид Мушаев, а тебе какая разница? Не понял я вопроса. Так, и так далее. Ибрахим, если есть вопросы в Фейсбуке, в ТикТоке, в Ютубе, отправляй сразу в прямой эфир. И так, Ибрахим прислал. Сегодня, походу, ютуберы. Да нет, это Заур опять бомбит. Зураб Гаджиев, ты куда пропал? Выходи, Леопольд. Вот с таким месседжем задонатил Заур. Заур бомбит просто через YouTube канал, через Donation Alerts отправляет донаты, задавая вопросы, как настоящий стример. Зураб Холскуя, Гаджиев, выходи на связь. Лухуаше, Леопольдушка. Тиллит Биш Бацерба и Алхаскуй. Бомбацер. Так. Кто-нибудь написал ему, сказал, чтобы он пришел в эфир? Если бы ты знал, почему Башлам надел папаху, то не задавал бы такой вопрос ему. Он Телленбов махят, но чекуй. Хазхиетер, Уэздолдер, Нохчик Оман, Маргалович Волдер. Кто такие Лулахой? Соседи. Химгармония. Это соседи. Лулхой это соседи. Короче, не пришел горшок, как бы я ни пытался его позвать. Ну, никак. Кади Магомадов. Кади Магомадов. Кто такой Кади Магомадов? Соседи. Вроде бы принял. Короче, запросы все, кто отправил, я принял. Кто отправил, кто не отправил, это их проблема. Ингуши всегда носили каракулевую шапку. Так, и Ева Бук. Читаем еще один. Зураб Гаджиев, выходи на связь, Леопольдушка. Вот с таким вот месседжем еще одно от Заура отправил сообщение. Заур, не мне это надо отправлять, а его в директ отправлять, чтобы он вышел на связь. А это сказали, потому что он тебя спросил, не жарко тебе с Папхаха Башлам. Нет, абсолютно не жарко, не жарко. Честно вам скажу, она вообще легкая, как пушинка. И вообще голова не потеет. Каги Магомадов не может присоединиться, написано. Вот, я ему тоже отправил, написано, не может присоединиться. Я не знаю, это, видать, других я мог видел Башлам, как лакские, аварские историки, в скобках группа паблика пишут про нас, что аух никогда не был нашим и так далее. Видел, шляпу носят, да, ингуши носят шляпы, ага, конечно же. Не знаю, наверное, сейчас что они носят, сказать не могу. Я в эфире. Надо написать. Я в эфире. Казачество от холода в чеченских горах начали тоже носить чеченский головной убор, что не значит, что она украинская. У казаков шапка немножко отличалась, честно сказать. Отличия есть, но похоже на наш. Дервит, ваша бяхт мобил сон. Саид Мошаев, шуши и ногчи умятся в эжриат и ваню и шум да ацрис. Ингуши всегда носили головной убор. Да какая разница? Все носили головные уборы. Какие бы там разницы не было. Ингуши и чеченцы. Оставьте вы это. Зураб, видимо, заволновался. Вокстаг, напиши ему в директ. Вот по его нику, который... Посмотри вверху, как его ник записан. Напиши ему в директ, чтобы он зашел сюда. Он ВКонтакте тоже вроде бы есть. Кто-нибудь напишите ему, скажите, чтобы зашел, перезагрузил и отправил.
Да тут один красношапочник грозился великой историей, говорит, что я собираю на нем якобы донат, провоцирую и так далее и тому подобное. Хотел со мной решить вопрос по Уховскому району. Башлам, ты в курсе, что все родовые башни Уарсхой находятся в Чечне? В основном, да. Башлам, ты в курсе, что родовые башни? Там их где должны быть? Там и где их земля, в основном, это хорошо. Расскажи, откуда мы, ингуши и чеченцы, попали на Кавказ, наше происхождение? Ниоткуда не попали. Здесь изначально, после того, как осел Ноев ковчег в горах Кавказа, вот, оттуда вот потихоньку начали расселяться по Кавказу. И вот так с тех пор, расселившись на этих местах, жил один народ некогда. Потом из этого одного народа стало два народа. Как говорит ДНК-проект, в XI веке появились ингуши, первый ингуш. Хотя есть предание, где говорится, что ингуши вышли из Аргунского ущелья. Ссылки на него есть. Тоже, кстати, сами еще во времена ЧССР об этом говорят, рассказывают сами советские чечено-ингуши во время Чечено-Ингушетии, что они ушли с Геши-Ошел, Мехтир, Аргунского ущелья, переселились в Ассу, и вот так появились. Али Башлам, осетинский историк Уккучуах, Гини Хон, вот Цувейдинах Лецхум Шиязин Герсон. Ну, надо задать вопрос, я не знаю, кто это, кто там из осетинских, как говорится, историков, который оскорблял нашу религию. Есть кто-нибудь в эфире? Отзовитесь. Башлам, некоторые осетинцы, это же потомки Шоной, а осетины нет. Они находятся с Ваны вроде бы, и один или два тейпа, один, кажется, тейп, одна фамилия в Ингушетии, кажется. Ингуши с разных мест собрались, что ведь я не знаю, я не буду говорить про ингушей, это паблик чеченский, я не буду говорить, собрались с разных мест ингуши или нет. Это не место, где обсуждается ингушская история, здесь обсуждается чеченская история. Башлам, он, походу, ник сменил, а я его аккаунт так и не нашел. Понятно, короче. Жалко, конечно, я его принял. Он сейчас герой в Фейсбуке и ВКонтакте. Он вроде бы говорили, что он ВКонтакте есть. Там буянит, там говорит, я 3 раза отправил, никто не принял. Вот он только... Это, конечно же, чушь. И другой аккаунт, если он сменил аккаунт, надеюсь, он зайдет с другого аккаунта. Я тейп Веппи не знаю, у нас есть тейп Веппи, они чистокровные, но вообще Бацби, это которые огрузинились, стали грузинами. Хипсуры, они были нахами, да, хипсуры были нахами, так, по крайней мере, говорят наши предания. Башлам, как такое возможно, когда Шонуай по генетике именно в Чечне древние остальных сванов, шуанов из Ингушетии. Шонуай, чеченцы, это Нохчетейп, это однозначно, Бехану алейкум ассалам, никто не оспаривает. Но опять же, если я не ошибаюсь, Шонуай говорят, что там остались кто-то, один из фамилий Газиковых, что ли, то ли, как-то он фамилию мне назвал, сказал, что в Ингушетии кто-то остался от них, от Шонуай. И вот со сванами близко родственные отношения он мне доказывал. Опять же, это маленькая часть только от Шону. Все, на 99% Шону проживает на территории Чечни. И у них гаплогруппа Q1. Только Шоной. Шоной, Энгной, Уардлой, Эшватой, Дишни, Цеси, Мазархуа, там у многих гаплогруппа Q1, у них у всех одна ДНК, так сказать. Они близко родственные там буквально, так сказать. Поэтому Шоной относится к нам. Башлам в Ингушетии 13 фамилий Шона. Я не знаю сколько. Мне сказал, одна-две фамилии сказал, я не могу сказать, что 13. Но в любом случае, если даже там есть 13 фамилий Шона, то ни о какой речи о том, что в Ингушетии там 99%
все J2 это автоматически отпадает. Как ты говоришь, если 13 лишенной, это однозначно вроде бы, да, абсолютно и являются родственниками наших чиновник Башлам. Что это, если не трусость? Ну, наверное, не знаю. Значит, трусость. Надо было ему просто-напросто. Жалко, конечно. Взял ник. Кто здесь есть? Двала вернулись обратно на свою родину в Чечню. Я очень на это надеюсь. Откуда у тебя такой интерес к Шоной? Может быть, он сам Шону считает чего-то. Странно, что 4 запроса из Европы, с России, из Чечни, всех я принял. А вот Зураб Гаджиев может отправить, я говорю, 4 раза отправил, ни один раз не приняли. Так, наш Зураб Гаджиев поменял ник, и теперь он под ником Е998 ЕЕ95. Я жду тебя, Зураб, Е998 ЕЕ95. Ты поменял аватарку. Это хорошо. Заходи, отправляй. Еще раз повторю. Убрал фотографию, 0 публикаций, 38 подписчиков, 401 подписки. Е998 ЕЕ95. Зурабик. Ты запалился, заходи уже, можно с другого заходить. Ну что ты там, как ей-богу, как девочка там ломаешься. Отправь запрос, раз, и реши этот вопрос ауховский. Все знают уже. Ты знаешь, у нас активные подписчики, они просто раз, два, три. Все уже поняли, отправь давай. Е-е. 998, 95-й регион, да еще 95-й зачем ты написал? Зачем так лохопедиться-то, а? Ты же у нас мачо-мен, ты же говоришь, я отвечу за оскорбление. Давай, Дьяхуна. Качну где, Дьяхуна? Качну где? Давай, Зураб. Качай давай, отправляй. Тебе ничего не стоит, давай решим вопрос по Ауховскому району. Я даже больше тебе скажу, я хочу, чтобы ты высказался. Я даже буду в основном молчать, выскажись. У меня пару вопросов тебе там по тематике. Качну Дьяхуна, качну где? Давай, качай, заходи, рассказывай. Забей бит по полной программе, мы послушаем. Я, в отличие от тебя, всего лишь закончил исторический факультет. Я не доктор, не кандидат исторических наук. Не говорил никогда потомственный кандидат исторических наук. Никогда не оскорблял Дагестанский университет и не называл его именем Дагестанский университет, имени Красного Горшка. Я не говорил такого никогда. Вот. А ты своими высказываниями довольно-таки очень много высказывался по разным вопросам. Поэтому давай. Ага. Он теперь поменял опять аватарку. Красный. Теперь ты написал Асадуллахи ИИ. Бедный ты, Зураб. Это кто из нас с тобой еще боится? Ты сменил уже 3-е название Асадуллахи ИИ. Назвал свой никнейм. Эх ты, еще мужиком называешься. За какие-то 5-10 минут ты 3 раза сменил название аватарки.
3 раза. Да. Не думал я, а как вел себя там. Я бы за оскорбление тебе придется отвечать. Где я тебя оскорбил? Нигде я не оскорбил. Если ты себя считаешь красным горшком, и ты оскорбился, значит ты красный горшок. Я тебе имя назвал. Заходи, Зураб, сказал, давай, отправь, помоги. Как ты там решаешь эти вопросы? Сперва ЕЕ 99895 ты записал. Потом ты написал Асадуллах. А ну давай что-нибудь новенькое, новенькое, давай, пожарче. Давай бы. Ты, оказывается, еще и... Ладно, оставим. Есть вопросы, задавайте с Ютуба, с Инстаграм. Башлам, можно будет нарезку сделать, назову «Погоня за горшком». Да, эти красные мстители, или как там, неуловимые мстители. Ну, сейчас ты сидишь в эфире, да, все тебя видят, и ты боишься, меняешь аватарки, потом будешь говорить что-то. Я реально вот хочу высказать, я хочу услышать твои гениальные идеи по поводу Ауховского района, как ты хотел бы его решить. Может быть, реально, благодаря тебе решится этот вопрос. Вот. Заодно пару высказываний, твой научный доклад, который вот здесь у меня есть, по нему тоже скажешь пару слов. Вот. Как ты толкал речь, рассказывал о том, что нужно называть чеченцев чеченами, чтобы все ингуши особенно делали акцент на Вахушке Багратионе, ну, про карту Вахушки Багратионе и так далее и тому подобное. Вопросов было очень много. В принципе, я не собирался тебя материть, оскорблять. Я с тобой нормально мог бы вести дискуссию, если ты достойный человек, конечно. Ну, ты по предназначению, как там у тебя, потомственный историк, ты так себя называешь, да? Ну, вот ты потомственный историк, нам, как людям, которые начинают изучать азы, только начинают изучать историю, провел бы курс, лекцию, чтобы мы здесь послушали, как ты видишь эту проблему, допустим, рассказал бы нам, пояснил вот эти многие вопросы по Ауховскому наебству, которое было, ну и так далее и тому подобное. Башлам, хотелось бы услышать чисто твое субъективное мнение, как же решить вопрос Аухом с твоей точки зрения. Вопрос Ауха можно, быть может, это не он, Башлам. Мне кажется, это ингуш, который ведет себя за дагестанцев, которые, не знаю, не могу сказать, он или нет, но он написал здесь тираду, я хотел принять, вы видите, как человек с этим. Как я вижу решение этой проблемы? Очень просто. Не вся проблема исчезнет, когда вернут ауховцам их дома. Они переселятся в новый район, микрорайон, который построен им, да, или селение, которое есть там несколько сел вроде бы для них построят. Если они просто переселятся туда и вернут всем чеченцам их дома, в которых они проживали, все, весь сыр-бор заканчивается, маслаат полнейший, и, конечно же, мы как жили, так и будем дальше жить с нашими хорошими взаимоотношениями и все остальное. Да, возможно, не все сразу забудется, но все потихонечку, я так думаю, что отношения наладятся. Башлам, можешь сказать насчет тейпа ваш Android? Что именно тебя интересует насчет ваш Android? Большой тейп имеет родовую гору, имеет башню, чистокровные чеченцы, шатойский кластер, если я не ошибаюсь. Потом... что еще можно сказать про них, ваш Android? Активные участники, если я не ошибаюсь, во время Кавказской войны были сподвижниками Наиба Батукоп Хамтоевского, Шатоевского. Что можно еще рассказать? Остальное, когда напишу про тейп, количество, все остальное узнаете. До тех пор, пока я не опубликую, не спрашивайте про Серхо тейп, тоже не описывал я его, не писал Зураб про него, так Гаджиев что... опять переобулся. Если они Сандали чеченцы, не я жмут, обязательно про них а напишу. день лапти Еще надо тебе к вернуть лицу. земли, которых заселены... Так, Башлам, будь готов, что завтра Гашук будет говорить, что это был не он. Он это не я, лошадь, не моя и так далее. Ну, это 15, ты тут пишут. Я не знаю.
так это или нет, он или не он, но от него имени написано. Еще раз повторюсь, запрос отправить, никаких вопросов нет. Первое письменное упоминание ваш Android 1578. 16 век, абсолютно верно. И ваш Android, и Мулхуай упоминается в 15-16 веках. И не только они. Ну, допустим, Варандой еще раньше упоминается. Но это не суть. Просто когда ты начинаешь про Сархуэтейт, Нохчиды, Жуаплом, Башлам, Ехарду, пока ничего не могу сказать по этому поводу. В личку вал, он хаз, дахайт, он. Молочный брат Бузуртана и небрачный сын Авадиева. Короче, что-то вы пишете уже какие-то вещи, я вообще не понимаю, о чем вы. Так, и у нас поддержка нашему каналу. Задонатил. Опять кто? Опять Заур. Зураб Гаджиев опять переобулся. Сандали не жмут, одень лапти тебе к лицу. Вот с таким сообщением задонатил Зураб. Вот, Вейдержи. Меня убеждали, что ваш Android выходцы с Ингушетии. Но тебя убеждали сказочники, поверь мне. Ваш Android к Ингушетии имеет только такое отношение, как я имею к морской пехоте отношение. То есть никакого отношения. По соседству жили, когда-то были единым народом. А теперь, ажал Ахудильдай, домой. Евлоев 024, домой. Вот эти свои разговоры про интимные места матери будешь дома обсуждать. У нас такое не проходит. Башлам, вы нам должны не только территорию, но и людей. Ага. Я тебе пуговицу на затылке пришил. Знаешь зачем? Губа слишком отвисла, чтобы застегнуть ее. Понимаешь? Вот что тебе можно. Баркал Башлам, в следующий раз буду тебя поддерживать донатами. Мамлюки. ДРС Хилл. Ну, если вы поддерживаете, донейшн отправляете, мы можем возможность приобретать все новую и новую литературу, больше, как говорится, техники и все остальное, как и должно быть у всех нормальных блогеров. Мы от этого не богатеем. Вы знаете, что донейшн, к сожалению, это не в наших традициях. У нас с этим вопросом очень тяжело. То есть люди не любят сильно, не привыкли к таким вещам, так сказать. Вот. Мы ему подарим деревянный Макинтош. Вейто куларью и тайпа умножить ирхачешьях. Селение Бейни в Ингушетии основали Беной. Есть такие рассказы, легенды, но я не верю в это. Просто отдать дома чеченцев, при этом оставаясь казбековскими и навалакскими районами. Нет, Бекхан Умаров, нет. Если вернуть дома, если вернуть земельные участки, я думаю, что за этим последует автоматические возвращение названия Ауховский район таким, каким он был всегда. Это раз. Во-вторых, если спросить меня, что важнее, вернуть дома или вернуть название Ауховский район? Важнее вернуть дома и участки всем ауховцам. Название это уже второстепенный вопрос, по мне. Если это будет сделано одновременно, это, конечно же, будет великолепно. Но, опять же, это будет большой маслаат между тремя народами. В первую очередь, один – это новчий народ, ауховцы. Второе – это газунки, лакцы. И третье – это сюли, или жайхуай. Это аварцы. Понимаете? Вот между этими людьми будет маслаат.
Не будет друг друга претензий. Никто не будет друг другу, как говорится, проклинать и говорить, что вы на харамном живете, что это неправильно. Никто не будет там, одни не будут восхвалять Сталина, другие не будут проклинать его. Вот этих всех вопросов не будет. Наоборот, будет от этого больше маслахата. Возможно, после этого еще больше, как говорится. Но, опять же, если сейчас занимается этим Координационный совет муфтиев Северного Кавказа, я очень надеюсь на это, что этот вопрос будет решен. Конечно, возможно, этот вопрос решить можно было сегодня, если бы Зураб Гаджиев отправил запрос реально, и мы приняли, он хотел поговорить о решении ауховского вопроса. Видать, у него есть метод, как можно решить, есть рычаги управления, как можно решить ауховский. Странно, что все эти 30 лет он не решал его, поэтому, вот как говорится, надо этот вопрос. Башлам, Аргун, Хама слушаешь. Аргун, мы обязательно отдадим вам, когда вы вернете Владикавказ. Вот тогда мы отдадим вам Аргун. Цашеку, яц ошече, бля, Аргун, до Железного моста, Чугунного моста, Шуюх. Если вернете Владикавказ. Дома и земли ауховцам. А дальше будет решен, как говорится, вопрос на уровне, наверное, республиканских властей Республики Дагестан. У нас нет проблем, как кроме там, и то, что есть проблема, это замороженное руководство правительства Чечни и правительства, они, как говорится, Тимуркаев пишет, Башлам, я не вижу комментарии. Я не знаю, я вижу. Тогда им не видать ни Аргуна, ни Владика. Ну, я, само собой, он задал с сарказмом вопрос, я ответил сарказмом, с иронией. Это была шутка. И его шутка, и моя шутка. Поэтому, ПЗРК, ПЗКВ 38. Ваша, я тебя предупреждаю, если будешь оскорблять, я тебя выведу из эфира. Не оскорбляй. Не называйте, не оскорбляйте. Мадьей хумш. Ой, сажим гылка халдиз, ой, өст халдиз, ой, сайрахтар далсадиз. Владикавказ, тхаю шуяц, яхилаяц, яхугяц. Ладно. Хороший ответ. Что юколи? Алло, аяка. Что юколи-то? Касум понтыш стоять. Мне не надо понтов. Туда иди. Там, как говорится. Удалил Инстаграм, наверное, левый был. Ну, у нас красный, как говорится, горшок удалил Инстаграм, страницу удалил. Или он был, или левый был. Но поскольку понял, что мы можем проследить его аккаунт, он решил удалить его и исчезнуть. Вполне возможно, что это не он. Вполне возможно. Но если был бы он, я реально хотел бы пообщаться с ним в рамках, как он видит вопрос решения. Зураб, какой ты лицемер, я тебе запрос отправил на совместный эфир, но еще раз повторюсь, если бы он отправил запрос, я бы принял. Я ему отправлял запрос, он не присоединился. 4 раза. Невозможно присоединиться. Потом он 3 раза сменил аватарку. И в конце концов удалил этот канал. Так скажите, кто из кого там боится и кто врет. Так что... Я думаю, он просто зашел, чтобы комментарий оставить. Так. Не понял я, конечно. Ладно. Лайк, Оман, Барт, вам и так далее. Я слушаю вас всех. Задавайте вопросы, если есть. Конечно же.
Телеграм-эфир мы проведем обязательно завтра. Завтра на что? Нет, завтра суббота. Завтра нас тоже постараемся сделать в Инстаграм. Ух ты. Я думал еще. Да, Заур. Единственный, кто с донатами задавал вопрос, это Заур. Заур дал Сейдуат Болдисна Гезершкаса удовлетворил всем, кто сегодня попытался помочь нашему каналу, задонатил, цен дал духдах, дал садул Болдисна Гезершкаса удовлетворил. Итак, уважаемые друзья, мы вопрос земли Ауха были вообще когда-либо в составе Чечни? Нет. Бекхан Умаров. Они не были в составе Чечни, но они были с чеченцами. Во времена имамата Шамиля. Вот. Ну, в то время, конечно, и были и в Терской области, они были вместе с нами, с остальными территориями. Оно идет как независимое наебство. Братья осетины пишут сейчас, посмотрите, что говорят и вернусь. Видел Султыгова, залезший в склеп 1 века. Честно сказать, друзья, мне куда они залезли, зачем они залезли, абсолютно без разницы и неинтересно. Меня больше всего волнует наша история, честно сказать. Вот все, что касается нас, мне интересно, а их история меня не касается. Вопрос мне или грозе нарнийцев, пишет Мохвезен. Я готов ответить на вопросы. Если кто-то запрос отправит, я принимаю запросы и даю людям высказаться мнение. Никаких проблем нет. Главное, чтобы не матерились. Вы информационно нагнуть бинах ущ. А в ответ слышим лишь визги без фактов. Пагалбери. Ну, с тобой согласен. Полководцу Башламу. Видел, ну, честно сказать, мне это вообще зачем нам? Они в составе Дагестана тоже... Нет, в Дагестане их тоже не было. Вы не думайте. Нет, в Дагестане их тоже не было. После 1921 года их присоединили. Башлам, какой солнечный могильник тебе нравится больше всех в Чечне? Тот, который древнее всех. Мне нравятся солнечные могильники мелхостинцев. Аланш Ишхилбуй. Бекхан спрашивает. Мюншпу Аланш Хилбуй Абехаш. Мне нравится вот. И точно так же гротовое захоронение в Ношхе нравится. Только дуэль без оружия в стиле Шод Санлат. Киберпанк, говорит. Название киберпанк сильное, конечно. Доклад мы закончили полностью. Сегодня я с докладом закончил. Зачитал вам документы по 2009 году, как они потихоньку оттяпали землю. Это не от меня, как говорится. Остальное, никаких претензий у нас нету. Если не будут называть наши фамилии, мы не будем. Сейчас я работаю над зурдзуками, кестинцами, иншаллах, буду бомбить дальше, буду публиковать, буду загружать наши башенные комплексы на нашем канале. Обязательно подписывайтесь, обязательно лайкайте, пишите комментарии или оставляйте смайлики, продвигайте дальше наши публикации. Башлам, первая башня ингушей, как они говорят, 16 века. А тогда, как они назывались до постройки башен, ведь они строители башен, они не были строителями башен. То есть 16 век, это 16-17 век, это когда чеченцы перестали строить башни вообще. Так не может быть, что их первая башня 16 века, а у нас башня 5-9, и они являются. То есть у себя ничего не построив, они пришли к нам в этот Харачо и построили там башню, что ли? Ну, это, конечно же, ерунда. Яцухайна, Ишхилабуй вообще. Ну, как говорят генетики, 10 век. Первый ингуш. Вот. В Кинхи есть боевая башня, в Кинхи нету боевой башни. В Кинхи вообще во время имамата Шамиля заселенные, переселенные туда сюли проживают. Не все, конечно, но в основном они. Там, кажется, небольшое количество наших ногчей и остальные сюли со времен имама Шамиля.
а само селение является исконно чеченским. Как писал Гюльденштейн, называется от Белая речка Каинхи, Кенхи от названия Каинхи. Оттуда название. Никакого сюли, кванхи, тэквондо, секвондо, вот это все ерунда, конечно же. Полнейшее это исконно чеченская земля, исконно чеченское название. Но у нас, конечно, к сожалению, некоторые люди любят там говорить, что во время имама Шамиля весь Шаройский район был их. Башлам, в интернете все больше говорят про Терскую область, конечно же. Конечно, будут про Терскую область говорить, потому что во времена Терской области Дагестан, вообще Дагестанская область была по правую сторону реки Сулак. То есть сверху вниз Сулак идет, с правой стороны это была Дагестанская область, с левой стороны это была Терская область, и само собой все, что входило в Терскую область, включая по границам, это были в основном чеченские земли, кумыкские земли там снизу. Но кумыки тоже в 15-м, кажется, если не ошибаюсь, да? Она стала до этого, они были тоже за Сулаком. Вот такая вот ситуация. Почему упразднили Терскую область? Но причин по этому поводу очень много. Революция в дальнейшем произошла, как вы знаете. Разделение. Башлам, брат, огласи весь список ингушских фамилий, которые от других народов, как в прошлом эфире. У ее Чабину было интересно. Ну, я фамилии называть уже, в принципе, смысла нет, но смотри, что там Чабиева говорит, Чабиевой нужно вот порекомендую, вот такая книга, это Мальсагов Хусейн, Султан Гиреевич родился в 1965 году, здесь на странице, сейчас, Нахчи. Мне самое, что здесь нравится, здесь есть один момент в этой книге у Заурбека. Эндоэтнонимы Нахов, но Ахчи, в скобках написано. Правда, должно было быть сперва но Ахчи, а потом Нахов, потому что Нахи это неологизм, выдуманный Мальсаговым, Заурбеком Мальсаговым, не этим Мальсаговым, и Яковлевым. Это неологизм. А первое было Нуахчи, как раз таки название. И он пишет, шумеры, индоевропейцы от 7 до 5 тысячелетия до нашей эры. Нахи, предок Ной, Яфет, около 3,5 тысячи лет до нашей эры. Эламиты, Лулубеи, предки Таршис, Гомер, Зевс от 3,3 тысячи лет до нашей эры. Хуриты, предок Таргамас, Арис, от 2,5 тысячи лет до нашей эры. Урарты, Этруски, предок Эрос, от 2000 лет до нашей эры. Халдеи, Аларадии, Бейни, Нахчиматяне, Эры, Туски, от 900 до 600 лет до нашей эры. Эриставы, Раны, Эры, Исадики, Садои, Масхи, 4 век до нашей эры, 4 век нашей эры. Санары, Чаны, Заны, Тушины, 4 век, 11 век нашей эры. Ноахчи, Галгай, Вайнахи, 18 век. Это вот так перечисляет эндоэтнонимы Мальсагов Хусейн. Что касается фамилий, сейчас зачитаем. Я все фамилии зачитывать не буду, их хоть там немало. Куда же я его дел? Так, освободил. Вот они. Часть 30. Отдельные тейпы они называются. Баркал хотел узнать автора книги. Отдельные тейпы называется, глава 1. И отдельные тейпы начинаются с фамилий, которые отдельные, не относятся к ингушам. Гагиевы,
Качи, Белха, Гагиева, Гяги, Сына, Сарал и так далее. Гитагажевы, Гамишевы, Джавровы, Эстоевы, Гайтановы, Гайтовы фамилии, Гайтановы, Алмазовы, Гайрбековы, Гамникан, выходцы из Улубении. Я не знаю, кто, как фамилия их будет, но истреблены за шарлатанство здесь написано. Воделовы из Абхазии. С Куштовыми в Малгобекском районе, они близкие, проживают, написано. Куштовы, Барихановы, Гуражевы, Азиевы, Амахановы, Губиевы, Бабиговы. Короче, Фала Некан, народное объединение. Фала Некан, патронаж Корневых, то есть Магушкову по имени матери, проживание Несер-Кварт. Арсамаковы, Магушкову, проживание Несер-Кварт. Алхасты, Базоркина. Харсиевы, Фал Некан, проживают Базоркина. Гушиевы, выходцы из Осетии. 9 глава. Дакиевы, акинцы. Дударовы, акинцы. Мациевы, Арапиевы, Елхароевы, акинцы. Калоевы, акинцы. Все они называются другие тейпы, которые не относятся. Джакаевы, Джанботовы, с Хаджием, выходцы из Чечни, написано. Джаниевы, выходцы из Чечни, Ачилуки. Джакулаевы, проживающие в Аршты. Это глава 13. Джагамировы, Дударовы, Дудурхановы, Заурбековы, Зоквай, выходцы из Чечни, Измайловы, выходцы из Осетии, Гаутиевы, то же самое, из Науровы, фамилии издавна проживают Канташевы, Тхостовы, фамилии Тхостовы из Осетии, Илезовы, Кантышева, Ингушевы, выходцы из Кабарды, Исиевы, выходцы из Шали, проживающие в Назране. Исраиловы, выходцы из Чечни, Сагапши написано, проживают. Йоугар Некайн, от русского кузнеца Егора. Вот. Киевы, выходцы из Ахки. Калиматовы, выходцы из Кабарды. Хашульговы, Албагачи, читается побратимы с Албагачимами, написано. Куркиевы, Хашигульговы, Латыровы, Темирхановы, Джантимировы, Хашигульговы проживают Базоркина, Лягиевы, Эльбиевы, выходцы из Кабарды, побратимы с Катиевыми, Тачиевыми, Альдиевыми, Вилхаевыми, Джабагиевыми, Кускиевыми, проживающим в Далаково. Мамедовы, потомки турка пленного с русско-турецкой войны, проживающие в Галашках, здесь говорят, Мурзабековы, Марзабековы, от акинцев написано, Маршани из Абхазии, Медаровы, фамилия Медаровы, выходцы из Акки, Медовы, фамилия Медовы из Акки, Мейровы, фамилии Мейров Магомед сын Богачиев, фамилия по матери, Калоевы, Калой, проживающий Мураловы, Мусостовы, выходцы из Чечни, Цилкоевы, Мустабиевы, Мусольговы, Алхазуру и так далее. Пхагал Некан, жили в ауле Хайни, в настоящее время сведений нет. Пушкины, Дахкильга, фамилия материнская, брак не зарегистрирован. Рамазановы из Дагестана, Самсоновы, выходцы из Чечни написано, Самсоновы, фамилия Самсоновы. Абировы, Гудантовых, Хакиевы из Дагестана, Хатиевы, Хачароевы, Хавхаровы, Хамиевы, Халогиевы, Шамхаловы и так далее. Их тут сколько здесь? Хайроевы, выходцы из Дагестана, проживающие в селении Алкун. Дальше идет. Я это не прочитал в прошлый раз. Часть 31. Отдельные тейпы или общины. Глава 1. Мелхи идут отдельно.
Это фамилии Албаковы, Албастовы, Альдиевы, Алхастовы, Анзоровы, Арсиевы, Байсаровы, Бадиевы, Гадамаури, Гелагаевы, Байсултановы, Дарчиевы, Магиевы, Мальсаговы, я же говорил, что Мальсаговы мелко есть, мне не верили. Мальсаговы, Маматовы, Махаури, Мелхостоевы, аж ты населяющие фамилии Утужевых, Хациевых, Султановых, Хасиевых, Хильдерхоевы, написано, что здесь Хильдерхоевы тоже мелкие. Черсиевы, мелкие, проживающие в Ашты. Глава 2. Чинхуай идут как отдельные тейпы. Чинхуай в братстве с Сикимбухой, Гейнбухой, Чопикашвили, проживающий во многих районах Чеченской Республики. В древности племенной союз Бухой предположительно выходцы из Месопотамии, Сирии или Шама. Вот, Чинхуай идут отдельно. Глава 3. Нилхуай идут тоже отдельно. Но Нилхуай община, составляющая союз родов, в основном из Харсиевых, Кокрухановых, Тангиевых, некровное родство, башни Херс и так далее. Нилхуай. Хотя не знаю, почему Нилхуай отдельно идут. Но вроде бы Нилхуай. Все. Итого получается 88, 89, 90. Вот Нилхуай, если они идут отдельно, почему я не знаю, но они идут отдельно. Здесь написано, Тангиевы были разрушены царскими войсками в связи с укрывательством знаменитого Абрека Зелимхана, у родоначальника Харсиевых, Харса, который прославился как друг Абрека Харсиевы, преследует одни и те же корни и вышеупомянутых. Нилхуай община, составляющая союз родов, в основном из Харсиевых, Кокрухоевых, Тангиевых. Некровное родство. Башни Харса, Кокрухай и Тангиевых. Я не знаю, почему они отдельно идут, но так они записаны у него. Вот так вот в этой книге написано. Не знаю, что там Танзила Чубиева там что-то говорит. Ну, вот мне нравится, хотел бы зачитать это обязательно. Родословные же индушей стали исходить от именитых и почитаемых Кузнец людей. Егор, Вот красавчик. известный список истоков происхождения и ведения ингушских родов и фамилий, что мне нравится. Первая версия – это Галга, Гаст, Гар, Гайтака, Гойберд, Гайберта, Гармак, Гуах, Шама, Максим, Шуа, Эльберт. Вторая, более правдоподобная версия, ведущая происхождение ингушей от Адама, иное, Ноаха. Это Адам, я так понимаю, Адам, они имеют в виду, алейхиссалам, пророка Адама, что ли? Следующий, Матулсалх, потом Идрис, потом Ярид, потом Махляил, потом Кинан, потом Анвас, Лемах, Ной, Ноах, Яфит, Яхфу, Гомер, Магог, Арис или Арий, Таршис, Фарсис, Таргамас, Фаргам, Кавказ, Тинан, Тирет, Дзурзук, Дзардз, Ган, Гап, Га, Глигва, Гилгавар, Герт, Герс, Гойтак, Гойдберт, Геберте, Максим, Шуа, Тгаги, Уаз, Бот, Хапха, Гох, Гарчуаш, Кинда, Шуо, Эльберт. Далее широко распространена сеть ингушских фамилий, выходцы из 3 коренных современных ингушских обществ Кокалла. Короче, ладно, вот так вот интересный момент по истории ингушей. Вот так вот.
Кому нравится, кому нет, не знаю, но вопрос задали, я ответил на ваш вопрос. Конечно, где она? Подсоси, конечно, где? Все, вот Башлом еще раз так. скажи ты от кузнеца Егора. И кто-то даже задонатил, кажется. Аноним. Ногчи сказал и задонатил. Все-таки на Ютубе сегодня, кроме Заура, тоже задонатили. Кузнец Егор красавчик задонатил Заур опять. Не знаю, Кузнец Егор красавчик или нет, но задонатили. Ага. Вот так вот. Откуда информация, с какой книги ты это читаешь, Резван? Говорит, Башлам, Бековы, Индивы, скажи, брат. Бековых там не было, и Яндиевых там тоже не было. Откуда информация, из какой книги, что читаешь, Резван? Я читаю с книги, которая называется «Происхождение ингушских фамилий, тейповых общин и роль ингушского языка, языковой системе мира». Вот, чтобы было понятно, есть еще одна книга. Дайте мне минуточку. Кому-то я обещал показать первую книгу Хасана Бакаева, которая попала мне. Это монография. Вот такая монография. Вот. Об древности этнонима Нохча называют. 2018 год. Вот такая тонкая. Очень интересная тоже. Вот. И поскольку вы спрашиваете, кто автор книги, автор Мальсагов Хусейн. Ну ладно, это вторая версия. Вот его первая версия. Вот. Это происхождение ингушских фамилий, тейповых общин и роль ингушского языка в языковой системе мира. Очень интересная книга, тоже здесь очень много. Но из той книги мне нравится там общее между чеченцами и нами, то есть ингушами, чеченцами, наше родство все показывает там. Вот здесь, вот в этой книге, допустим, в этой книге то, что указывается, что нету в той книге. В первой части указывается фамилия Кулбужеву, проживающие, не являющиеся ингушами. Мальсаговы, выходцы из Кахети, Эрети, Грузии, проживающие Плиева, Альтиева и так далее. Барсуки написано, Яндырка и так далее. Там Мальсаговых они описывают. Там потом записываются Алакиевы и Ваджиевых, Ачелуки проживающие. Они записаны, что другие. Потом, то есть, сейчас, Акбиевы, выходцы из Кабарды, здесь записаны. Они, здесь написано прямо откуда вы. Бикмурзиевы, тоже написано, что не местные, это Полонкой. Потом, часть 10, Хамхой. Вышегуровы, Уаздой, выходцы из Душети, Грузии написано там. Гандалоевы, выходцы из Чечни написано здесь. Но здесь много выходцев из Чечни. Апиевы, ну это Уаздхой из Чечни. Баркинхоевый род, Баркинхой, аул Баркин, потомки монгольского полководца Баркима, сподвижника Тимура Хромова. 14 глава написано. Евлой, выходцы из Хевсуретии, Грузии, написано. Мальсагову, Евлоеву написано, что выходцы. Но об этом говорил и Абадиев, кажется, если я не ошибаюсь. Потом здесь еще есть некоторых... Цурову, потомки
Джайраховский уши, Хаматхану, братья Стурм, Чур, Хаматхи, сыновья Дзархамата, Ахрееву, братство Ильянову, Борову, проживающий на Зрань, Фурток, Аликову, проживает в некоторых районах Ингушетии. Ляновы в братстве с Ахреевыми, Боровыми в прошлом Ляновы считались выходцами из Чечни, Дышни. Это написано тоже у Мальсагова. Это в его книге. Это первая его часть. Ну, там, так далее и тому подобное. Дальше. Что здесь еще? Отдельные тейпы здесь идут. Опять же, Гяги, Гайтовы, Гайрбековы, Гаман Некы, Ваделовы, Галя Некен, Фала Некен, Акинцы, Дудархановы из Осетии, Плеевы. Тут здесь то же самое. 40, 50, 60. Машиговы, Хвостой, Батиевы, Базлаевы, Бахтиевы, Бедоевы, Аваровы, Агасиевы, Эстемировы. Ну, короче, Хайроевы, выходцы из Дагестана. Опять же, там же написано отдельные тейпы Мелхи, отдельные тейпы Чинхуай, отдельные тейпы Нилхуай, Нилхуай, да, не Нихуай. Вот почти что один в один, и там он оставил свой номер, сказал, если что, не согласны, свяжитесь с ними, и он ответит на ваши вопросы. Вот это первая книга Мальсаева. А та вторая книга. Ну, я больше не видел, если у него есть какая-то новая книга. Мне интересно, потому что там очень много чеченских тейпов, чеченских фамилий. Это очень интересно, но так и должно быть, в принципе, если мы когда-то были одним народом. Поэтому вот так вот. Вот такие вот данные. Ну, я зачитал. Абадиеву памятник вернуть. Вот такие вот. Файл верните. Фалоне. Нет, не фалоне. Не надо говорить того, что вы не знаете. Смотрите, что. Там по-другому было написано. Фала, некан. Народное объединение. Сначала 6 глава идет Гали некан. Нелокализованные. 7 глава. Фала-Некан, народное объединение. Фала-Некан, патронаж от Цароевых, то есть Магушковой, по имени матери, проживающей Несер-Кварт. Арсамаковы, патронаж Магушковых, проживая Несер-Кварт, Назрань, Алхастова, Базоркина. Харсиевы, Фала-Некан, проживающий Базоркина. Так написано. Фала, дефис, Некан, Н-А, К, твердый знак, А-Н. Так что не надо искажать. Вот так написано. Так, есть ли вопросы, задавайте вопросы. Что касается чеченских тейпов, тоже у нас они есть. I'm sorry, говорит Киберпанк. Ну, не переделывайте, не передергивайте. Вот так вот. По чеченским тейпам книга тоже у нас, как говорится, будет. Есть она, но у меня старая версия, мне нужна новая версия. Вот так вот. Вот. Худиса, что ты думаешь? Что я могу рассказать про Беной? Причем Джинхуай. Они записали, что это инородные тейпы у них в их книге. Я не знаю. Ассаламу алейкум. Что бы ты сказал насчет Ноева ковчега у нас? Ничего бы не сказал. За трудолюбие 5. За то, что энтузиасты ищут, это хорошо. Все, что я могу сказать. Ты сам веришь тому, что написал этот Мальсагов? Резван мне пишет. Я не знаю, я там не живу. Чем ты халдал, знаешь, башлам, и книги Мич Холуюхкш. И книги Мича Юхкшули. Этого я тебе в книжном магазине, наверное. Файл верните, пожалуйста. Заур
Еще раз верните, Бая. Э, Резван, 26:10. Резван, я не могу верить или не верить. Если на этой книге ложь, если есть опровержение, я обязательно, конечно, скажу, что это неправда. И скажу, что вот это недостоверная книга. Но пока опровержения, то есть другой книги нету. Видел только ее. Есть у Дахкильгова тоже, поэтому... Sorry, brother Башлам, just wanted to know it means it wasn't joke. Короче, почти что я тебе понял, Леха, братан. Что-то Бузуртанов пропал в последнее время, он лекции читает, ему не до этого. Резван, и, как говорится, я, да, ответить хотел тебе, я не могу сказать, что я верю или нет. Я констатирую, зачитываю факты, ни больше, ни меньше. Точно так же, если бы меня спросили с первой книги Хасана Бакаева, там, допустим, да, я бы зачитал полностью, что написал Хасан Бакаев. Про этноним, войнах и все остальное здесь очень... четко написано, в принципе, очень интересно написано. Допустим, примерно. Они сами себя называют нахчи, то есть народ, и это относится до всего народа, говорящего на чеченском языке и его наречиях. Упомянутые же названия им были даны или от аулов, как Цори, Галай, как Цори, Галгай, Шатой и другие, или рек гор, как Мичикизовцы, Качкалыковцы. Весьма вероятно, что рано или поздно все или большая часть приведенных нами имен исчезнут, и чеченцы удержат за собою одно общее наименование. Вот такое вот описание, да, допустим, в этой книге. Правда ли это? Не могу сказать. Я прочитал только то, что есть. Поэтому нужно с этими вещами, пока нет опровержения, сочетать. Итак, поступил Donation Errors. Не зачитать я не могу, потому что это оплачено. Башлам, еще раз скажи, кто от кузнеца Егора. Там написано, что потомки кузнеца Егора. Все. Кузнеца Егора. Я ответил на этот вопрос. Верните, Бах. Что верните? Верните, пожалуйста. Я понимаю, о чем ты говоришь, что вернуть, и это не от меня зависит. Donation поступил, и я зачитал вопрос по донейшену. За что огромная благодарность за поддержку нашего канала. То, что поддерживаете, то, что донатите, и это очень хорошо. Чем больше вы поддерживаете, тем больше у нас возможностей, конечно же, проводить прямые эфиры. Ну и хотя бы расскажи нам, от чего пошло слово Аудалбену. Ну, во-первых, это такой юмор, который говорят про беноевцев. Ну, потому что они все усложняли или делали наоборот там и так далее. Об этом вы можете в преданиях, в легендах прочитать, послушать. Это, как говорится, народный юмор и народный фольклор. Ни больше, ни меньше. Бено не являются ни дураками, ни худшими или не лучшими, понимаете. У нас всегда было одно равноправие. Это раз. Во-вторых, Бено со всеми плюсами, минусами является один из самых больших тейпов среди чеченского народа. За ними, если я не ошибаюсь, 6-7 селений, прямо которые называются Беной. Начиная от самой северной части, заканчивая Шатоем, заканчивая там Ножеюртом и так далее и тому подобное. Ну, кто прославил Биноевский тейп, я думаю, что никто иначе, как Байсангур Биноевский, это национальный герой чеченского народа. Бойсгар, правильно называть его. Бойс, не хар, а гар. Бойсгар Бено. Вот он, его братья тоже, 9 братьев их вместе было, да, они очень хорошо прославили биноевцев. Ну, я не говорю, что кроме них не было там прослав, конечно же, достойные сыны биноевцев и были до них. Ну, вообще мы говорим об истории, не новейшей, а о том, что было раньше. Вот, как я вам сказал, конечно же, и среди них, как и среди всех тейпов, есть и некоторые
и хорошие, и плохие, поэтому что можно сказать? Это выходцы, они точно так же из Ношхи, относятся они к Нохчмаххуай, прародина их, как и остальных чеченцев из Галанчужского района, по ДНК генетике те же самые орстхоевские тейпы, очень близкие и к Цуантруа, и Беной. То есть там буквально, если я не ошибаюсь, то ли 700, то ли 650-700 лет там общий предок показывают у них. То есть к беноевцам и цинтароевцам Орсхой намного ближе даже, чем к ингушам. Если я не ошибаюсь, если я что-то не путаю. Вот так вот. Ну, про Бено я еще не написал, в принципе, коротко, если пробежаться, вот так можно сказать. Как и у любых других тейпов, они являются достоянием чеченского народа. Один из исконных тейпов, так вот, исконных тейпов чеченского народа. Вот. Вот что я могу сказать. Уместно ли читать книги про тейпы общества ингушей в прямом эфире? Ну, во-первых, мне задали вопрос, и там ничего нету такого. Во-первых, Резван, поясню. Там и чеченские тейпы, там и кабардинские тейпы. А при чем тут оскорблений? Там никакого нету, Резван. Я не вижу в этом оскорбления. Я разве кого-то оскорблял? Я просто зачитал тейпы. Точно так же я могу зачитать и чеченские тейпы. В чем оскорбление? Если у нас есть тейпы нагайские, есть кумыкские, есть там, да, тейпы имеется в виду, они как народ, но, допустим, их фамилии здесь есть, целые села есть, нагайские есть, кумыкские есть, казачьи станицы есть в Наурском районе, да, где казачьи фамилии есть, Кенхи, аварское селение, да, но проживают там аварцы, в основном превалирующее большинство. Есть газгунки, лакцы, проживающие в Чечне. Чечня является многонациональной республикой. Здесь разные национальности. Вот. Азербайджанцы есть. Ну, само собой, как же без наших братьев-адыгов, которых тоже немало. Вот. Адыги есть. Адыги, да, правильно, ну, их мы называем черси или рейбертлай, но это все один народ. Поэтому что в этом плохого? Да нет, ничего плохого в этом нету. Есть и есть. Мы просто не против того, чтобы были какие-то фамилии. Чамалалы там, Башлам. Чамалалы там, Башлам. Ну, в Анди, Чамалалы здесь тоже есть. Ну, их не так много, но они есть все-таки. Поэтому здесь я ничего плохого не вижу. Если бы спросили про чеченские там тейпы, что я могу сказать? Я бы сказал то же самое. Вот ты не спрашивал, я тебе рассказываю об этом. Вот, достаточно очень много фамилий таких. И что здесь? Я по книге Маргашвили, вот, сейчас покажу тебе. Вот, кисинцы. Видишь, здесь в этой книге Алироева и Маргашвили, здесь огромное количество чеченских тейпов, которые ушли в Панкиси, которые стали христианами, приняли, то есть православие, которые сегодня называют себя грузинами, то есть они переселились, кто-то в 14, кто-то в 15 веках, эти общества стали, вот тушины, бацбийцы там и так далее и тому подобное. Здесь я называл целые рода и целые фамилии, некоторые даже мелкие фамилии. И что от этого? Я не вижу в этом ничего. В Кинхи Чамалалы Ба, возможно, да. Ладно, моя ошибка, мой косяк, абсолютно верно, Чамалалы. Но они относят Чамалалов к аварцам, я не знаю, сами они себя относят или нет, поэтому не в обиду и не в оскорбление. Гидойцы здесь есть тоже, да, у нас проживают. Андийцы проживают у нас. Как говорится. И вот в этой книге я зачитывал прямо пофамильно, сколько человек переселилось. Кстати, она вот сейчас это переиздано, а есть, которые конкретно старая версия, у меня Маргашвили очень интересная, и там очень много всего разного о наших фамилиях, происхождениях, что переселились, пришли. Легенды точно такие есть. Я не вижу в этом ничего плохого. Вот. Поэтому у Нашхвая разные гаплогруппы, у Нашхвая разнобой. И J1, и J2, и T есть у Нашхвая. Поэтому единственное, что я не слышал, L3 и Q есть ли у них, я не знаю, но не слышал такого. Опять же,
в Чечне не так много, как мы думаем, этого сдали ДНК. То есть не все сдавали ДНК, я хочу сказать. Ихние другие позволяют же себе нас оскорблять. Я не знаю, почему-то, когда мне задали вопрос, я зачитал, что тейп и ночи тейп. Ну, в принципе, что можно об этом сказать? Эльдаря. Док тейп дат, но это ночи тейп докусь. Что тейп. Я еще раз прошу, не просите мне рассказывать про тейпы, которые я еще не описал. То есть собрал информацию и опубликовал. Я обязательно опубликую. Если есть гора, некое, тейп, количество, география, вот, народных героев, и то есть героев тейпов этих я не записываю, потому что вот мне это немножко не в кайф. Почему? Потому что как получается, что там не общую картину, является ли они нашим тейпом или нет, и так далее, и тому подобное. Поэтому что я могу сказать? До тех пор, пока не опубликую информацию на моем канале, подписывайтесь, нажмите колокольчик, оставляйте 1-2 комментария, и обязательно скоро увидите и про свой тейп. Галай 100% Нохчи, никаких даже сомнений в этом нету, это один из древних Нохчи тейпов. Поэтому вот так вот. Ачло тейп на гусо цундейрач ога нага бена цахесун и тейп на адам. Ашло тейп дон сугасу яла ашло бауа инстай на дуканёш сундера. Башлам сесан хо тейп на хлац дюйцердоря. Сесан хо тейп на хлац язурду ад ахшен гурдуш. Башлам по работе генетики на СИД в 2004 году больше всего J2 у южных осетин, ордонцев, алгерийцев есть. И Арсанов говорил у осетинских J2, мелхинские, нашхоевские корни. Что думаешь? Честно сказать, это очень опасная тема, как Мурзаев. Я не могу сказать однозначно, что очень большое количество у южных осетин. Об этом мне очень часто задают вопросы. Говорить однозначно не могу, потому что информации у меня таковой нету. Что Мялха именно, не знаю. Надо проверить наш ДНК-проект. Я не видел ничего подобного. Я думаю, что там бы вылезло в любом случае. Насколько я знаю, у осетин в основном не J2, а G2. G2, а не J2. Может, перепутали, поэтому написали. Я не знаю, надо посмотреть. Честно сказать, и врать не буду. Вот. Чего не знаю, того не знаю. Пока не посмотришь, не скажешь. Так, что это у нас здесь? Так. Соися эфиряу пока, поэтому жвак у нас. Некий Правда Ингушетии, взгляд СДН написал. Помните противостояние Дум Дагестана и группировки Саид Паши Умаханова? Так вот, в начале мая под шум праздников и на поле Навалака эта борьба продолжается в селе Навалак, там, где исконно живет наше общество Эхкой. Так муфти Дагестана запретил снос мечети, но ручная администрация Умаханова и его ручные имамы в купе с МВД проигнорировали указ Дум Дагестана и под покровом ночи снесли мечеть. Местные жители с обоих сторон говорят, что власть подконтрольная Умаханова снесла мечеть по его прямому указанию. Мы, ингуши... Что здесь там? Мы, ингуши, должны за честь нашего общества заступиться, где бы они ни жили. Умаханов, по тебе плачет тюрьма давно из-за твоего убийства. Наконец-то признали, что акинцы это ингуши.
Это новая новость. Правда, ингушети написали, что акинцы это... Они проснулись уже, когда все идет к решению этого вопроса. Конечно, это смешно. Заур задонатил. Заур ДРС Хейлон. Кидайте донаты, крахоборы, пишет Заур снова. Заур, я боюсь, что после твоих слов точно желание пропадет у тех людей. Галай живут в Ингушетии, в Чечне, и примеру, ингуш. Ты ингуш. Галай, в том числе мой чистокровные ногчи. И галаевцев больше всего проживают в Чечне, Ногчичуа. Один из древнейших чеченских тейпов. Ты можешь относиться к кому хочешь, это твое личное дело. Странно, конечно, правда, сам тейп Галай намного древнее, чем даже название ингуш. Как ты можешь быть ингушом, ну, это твое личное дело. Не мое дело. Благо, ты не из Чеченской республики. Был бы ты из Чечни, я бы с тобой тогда бы по этому вопросу поговорил, Резван. А так, ты в Ингушетии можешь говорить, делать все, что хочешь. Имеется в виду, относить к кому хочешь. А в Чечне все Галай, чистокровные ногчи, издревле были. Я был в мечети галаевцев, в Галанджуже был, видел древние захоронения галаевцев, поверь мне. И, как я говорил, мой родной брат Галай, он абсолютно ни в одном глазу даже упоминания про ту сторону не признает. Ну, ты не признаешь нас, мы не признаем, они не признают вас, наверное, вот так. Я читал, что Хасум Магомадов в свое время, но я слышал об этом, читал Киберпанк, нет такого достоверного документа, где он там расстрелял, там узнал после того, как они радуются, если ты про это говоришь, как они радуются, что депортировали чеченцев, он там расстрелял 7-9 человек, потом еще столько же убил. Ну, об этом это рассказ есть, но доказательств, никаких документальных доказательств нету. Если бы было, там бы обязательно НКВДшники, МВД бы зафиксировали, сказали, что вот чеченские бандиты расстреляли и так далее и тому подобное. Никаких такого рода документов я не видел, но если бы были бы, я бы сказал, что есть документы. А документов нету. Нету тела, нету дела, так говорится. Если не было тел, значит нету, что это является достоверной информацией, нету. Вот как сегодня там опубликовали про Хучбарова Амада, когда начали говорить, получилось, что Хучбаров Амад является Мерджуа. А Мерджуа это, как мы знаем, уарство. Когда по поводу Сагапшинского тоже написали, когда я опубликовал что-то про Сагапшинского, со мной вышли уарства на связи и сказали, что Сагапшинский никогда в жизни там не называл себя какой-либо национальности, что он был уарство, это всем известно, поэтому вот как-то так. Ну, говори, не говори, сегодня раз публикуют их, говорят, что это их личное дело. Вот. Тхаюрт Галай рейс хикбат цункамилан Герихан. Ну, я говорю, Герихан, Вайчар Галайш, Галайш вообще не признают, что там, тем более, я же говорю, Галай это очень древний тейп. Но не могут быть они никак, понимаешь, ингушами. Даже ни селения Ангушта не было, когда были Галай, от которого появилось название ингуши. Тогда каким образом они могут быть, я не понимаю. Само собой, Галгай, как говорит Муса Зурабов, это название тейпа. Точно так же Цхоро является древним тейпом. Ну, ладно, если у вас так, это пускай. Я не ваш историк, вы можете у себя все что угодно говорить, поэтому это ко мне не имеет отношения. Ибрahim, есть вопросы по ОАСМ, YouTube канал или там, где мы еще? В Дагестане Мерджуа считают себя чистыми чеченцами. Это так и есть, ВВ, восьмерки. Мерджуай, Цьечуай, Галай, все остальные, это чистокровные ногчи, которые здесь, вот по Фортанге, все, что находится с правой стороны и доходя до Ауха, все они являются чистокровными ногчи, поэтому здесь никаких споров по этому вопросу нет. Мы всегда знаем, у нас
Зивяппе есть, которые признают Сагалай, Согалайела, я Дагаху, Ялу, я Дагаху, Бах Киберпанк. Дарму. Галай, Вай Оман, Ду. Soms ook die steep dat je ook dus wees de jachjos duurder dus ongeveer moet zijn elkaar. Цаще я сон больше бешамбу. Никогда в жизни еле дерлу, я тешембях, я тешембях бирбу цадел дацай. Вот чтобы ТБ цайшта, ямар тут бюхум штующий, вездос штующий, вот этого никогда за ними не было. Валлахи не было. Мы в ТикТоке и Ютубе тоже. Количество какое? Тоже я понимаю, но мы должны, как говорится, я чуть-чуть запоздал. У нас еще, конечно, есть 26 минут. Поэтому будем 25 уже минут. Я готов отвечать на ваши вопросы, если вы отправите запрос в эфир. Не как Зураб Гаджиев это сделал, а как нормально, если у вас будет запрос, я приму обязательно. Вот. Посмотрим. Башлам, пару слов про Гунуэ. Скажи, Гунуэ, что именно? Гунуэ красавчики, конечно, еще те, очень большой тейп. Без преувеличения, если я не ошибаюсь, их уже должно быть за 100 тысяч худбиш. Гунуэ. Бравые парни. 150 и 15. Угу. Итого получается по 200 человек, да? У нас третий час по 200 человек. Мы сейчас уже быстро закончим, ответим. Но про тайп Гунуэ я еще не написал. Никакого отношения к терским казакам они не имеют. Вот это все оскорбление неуместно. Почему их назвали, мы с вами говорили, что по правую берег, по левому берегу проживали и одними из основателей Черлёна считается Гунуаи, Варандуай Лошму. Ну, то одни, то другие, я бы их обоих назвал. Эти тейпы жили и кроме них и Вашстроевские, и остальные тейпы проживали на левом берегу Терека. Вот эти пастбища зимнее время, выпас скота, чтобы зимой можно было пасти скотину, там, и были большие селения чеченских хуторов, там вплоть до границы с нагайцами проживали чеченцы. Других ни терских казаков, ни остальных, ну, само собой, Сюли там и вообще не могло быть. Терские казаки появились в 16 веке уже, вот в это время, когда граничили с нагайцами, граничили с калмыками, больше никого не было. Кумыки были, тоже появились уже позже. Ну, при Ермолове они очень хорошо эти места заняли. Кумыки имеется в виду, междуречье Терека и Сулак. Вот, гунуевцы участвуют почти что везде. Почти везде указывается, вплоть до Каспийского моря проживания. Они и в Аухе, они и при Каспийском море проживают, как и Мялхи, кстати. Вплоть до Астрахани, то, что были купцы-гунуевцы, тоже описаний очень много. И по Тереку жили. Так вот, когда появились терские казаки, вот эта приписка, почему их называют там якобы нечистокровные терские казаки, это все ерунда, конечно же, у них ДНК чисто чеченские, не имеют никакого отношения к терским казакам. Вот. Есть вот такие высказывания, типа, что гунуевцы это белые гунны, но я не верю в это, потому что, по моим документам, потому что я читал гунну, или называя иначе хунну, они пришли с севера Китая, и это монголоидная раса, гунуевцам это не имеет никакого отношения. Гунуевцы являются чисто кавказианской расой. Если бы они были бы гуннами, как их указывают, или гунну, или хунну они называют, по крайней мере, у всех историков они так записаны. С севера Китая пришли, это монголоидная раса, сегодня к ним пытаются себя приписать и кумыки некоторые, но не суть. Вот, когда появились терские казаки, узнаете, огнем и мечом начали вырезать всех чеченцев, отбирать скотину, сжигать эти селения.
многие варандоевцы и гуноевцы ушли, но часть гуноя, где-то в процентном соотношении, 10 или 15% остались за Териком. И они сказали, что они уйдут, и эти земли наши, что они найдут путь. И да, они нашли на самом деле путь, когда начали, они были мирными, когда начали селиться рядом и образовывать хутора вдоль Терека по левой стороне. Они начали воровать невесту, девочек, имеется в виду. И вот так появились кунаками, стали кунаками с терскими казаками. Короче, терские казакши, нойцрихалах, белые, беломолочные казачки очень нравились гуноевцам. И вот с тех пор некоторые, Дай халадож те, которые датсуждай проживают по макаха правую сторону датсуждал Терека, малайловая не каунти. очень сильно любили эту тему, поскольку у них была вечная вражда и война с Алгарской. Ну и вот их наши добрые молодцы начали там говорить, что гунои якобы нашли родню в Алгарской, Гергербу и так далее и тому подобное. Но это все, конечно же, не имело отношения в реальности. Они провели очень такой тактический маневр и остались на своих местах. С тех пор левая сторона Терека с 16-17 веков гуноевцы оттуда не уходили. И вот так вот, как говорится, и варандоевцы некоторые остались. Поэтому вот такая вот тема про гуноя. Белые гуены не были. Вот эти белые гуены, вы знаете, про хазаров тоже говорят, что это мы. Я не знаю. Я говорил про гуннов. Белые гунны мне никто не говорил. Мне сказали про гуннов, я сказал про гуннов. Но к этим гуннам очень многие хотят себя приписать. Кем они были, не были, это уже про белых гуннов я читал, но опять же, очень слабая доказательная база, если честно сказать. Заур задонатил и прислал вот такой вопрос. Дейх дуаш доцуш, деймахка, каш доцуш, даламалайла вайкенти. Заур вот такой донат прислал и с такими комментариями. Заур Дерес Хилда Духуахвел. Ты, наверное, единственный, кто сегодня хоть понемногу, но отправляешь донейшн. Так часто имеется в виду. Вот. Асбог бин чунзу диер тайпан гуно. Оцхан яхум шатсун циндас. Эйлер гуной казакшбу. Эйлер. Асцинг эйлер ахудиц гуной цин нохчибу. Цулт яхаки ош сахазерсун. Ну, это абсолютно верно. Про этрусский интересно было бы побольше узнать. Про этрусков киберпанк. Посмотри, вот я написал вчера буквально пост там про дзурдзуков. Прочитай, там найдешь очень есть несколько параграфов, не скажу, но об этрусках есть информация, хоть коротко, но есть. Ну, постараемся, это очень сложно. 100% доказательств сегодня никак мы не можем получить. Опять же, если сегодня генетики имеют возможность, и кто-нибудь из тех самых потомков этрусков сдаст ДНК и будет совпадение 100%, вот тогда, конечно, можно будет говорить о родстве. Но пока такого мы не слышали. Мы не можем для сравнения сравнить ДНК хоритов или урартийцев вместе с нашим ДНК. То есть лингвистически мы, да, близко родственные, но если ДНК сможем сдать и покажет одинаковую гаплогруппу, хотя бы там, не знаю, 2-3 тысячи лет тому назад или 2,5 тысячи лет тому назад отдаленно покажет с нами родство, это подтвердится. То есть все косвенные материалы, они будут сведены вот в одно единое целое. Вот тогда это будет интересно. Допустим, в Бесланском могильнике ранее аланского захоронения, найденного в Осетии, все считающие себя аланами, осетины, ингуши, карачаевцы, все остальные просто-напросто снесло, когда сдали ДНК. ДНК оказался чисто чеченского типа. Шуаной, Уардлай, Эшбатвай, вот их ДНК оказалась там. Q1 гаплогруппа показали.
никакого отношения, который не имеет ни к осетинам, ни к карачаевцам, ни ингушам, чисто чеченский, а это бесланский могильник. Разве сегодня это, заметьте, что чеченцы меньше всего претендуют на аланство. Однако захоронение могильник царя или великого визиря аланского, ранее аланского периода в полном сохранившемся со всеми элементами, так сказать, захоронения найден за последние 300 лет только на территории Чечни. За последние 300 лет нигде в России, нигде на Кавказе не найден такого рода захоронения могильник. Только у нас. То есть, чтобы все было на своих местах и так далее и тому подобное. Это не является доказательством многим, конечно же. Башлам, я от кого-то... Башлам, а от кого конкретно происходит бацбийцы? От Вяппи они, я слышал. Честно сказать, я все время почему-то меня давили и говорили, что якобы бацбийцы это чистокровные ингуши. Но последние данные, которые есть сейчас до публикации, я не хочу забегать вперед. Скоро мы увидим хорошую публикацию, я буду на нее ссылаться, опубликую, вы увидите, бацбийцы походу являются чистыми представителями нашего ногчи народа. Вот. От кого они произошли, от Вяппи или нет, это уже покажет данная статья. Лучше дождитесь, и мы обязательно опубликуем их. Я почему-то думал всегда, что бацбийцы являются прямыми потомками ингушей. Вот они всегда говорят, бацбийцы наши, кистинцы ваши. Но по последним данным показывают, что нет, бацбийцы имеют больше отношения к чеченским тейпам, нежели чем ингушским. Со всем уважением, хотя я знаю, что и ингуши, и чеченцы это одно и то же, но одно и то же в каком плане исторически у нас одни корни, но, по крайней мере, говорят, что именно так. И Карин захоронение исследовать Егмаю. Захоронение исследовали, отправили. Единственное, то, что нашли в Чечне, там невозможно взять ДНК. Там остались только нижние конечности. Нету ни зубов, ни черепа, ничего не сохранилось, оно полностью утеряно. Вот. А по кости взять ДНК они не могут. Вот такая вот ситуация. Там нужна или ушная фаланга, или как она называется, ушная раковина там нужна. Или же нужно зубы, чтобы взять ДНК. Но ни того, ни другого нету, как говорится. Далгеш Дарек, мой дедушка, который умер в 1995 году, Далгеш, да, в возрасте 95 лет, всегда говорил «Вой Эли Нахду». Оказывается, он был прав. Ну да, вообще-то об этом в 18 веке, 17 веке, 19 веке всегда говорили все ученые, которые брали интервью, они говорили, что у нас полное равноправие, ваща деше Эли Нахду ушло. Это не говорится о том, что у нас не было лей. Да, нападали, завоевывали, отбирали, ну и продавали. Они не относились к нам. Вот так было, а сами мы были равноправны. Башлам, какова судьба недавно обнаруженных на территории Чечни аланских материалов? Мамлюк. Все, кроме 2 экспонатов, остались на территории Чечни. Эти 2 экспоната будут восстановлены. Все они будут выставляться в нашем национальном музее Чеченской Республики полностью на территории Чечни. Никуда их вывозить по закону нельзя. Они принадлежат музеям и чеченскому народу. Альхамдулилля, они останутся здесь. Так что вот эти все сказки, что украдут, вывезут, продадут, это все ерунда. Как и сарматские захоронения, которые были найдены, тоже остались здесь. Я про Алан говорю, мы Шонуай, он это имел в виду. Шонуай являются чистокровными ногчи, но это не мешает никаким образом быть там аланами. Аланское царство это совсем другое, это название общее, там в этом царстве могли быть несколько, как говорится, народов быть. А я так и предполагаю, что это некое подобие ЕС, там, да, единый экономический союз, единый, там, как НАТО, допустим, и в военном процессе, вот они были вместе, Аланское царство. Карачаевцы, осетины, ингуши, ногчи, адыги вполне возможно, частично. Ну, грузины тоже претендуют и говорят, что у них сфера влияния было намного больше, и что
частью по крайней мере, тот, кто являлся во главе Аланского царства, якобы был грузинского происхождения. Но, опять же, доказать это будет очень сложно. Разговоры разговорами, а доказательная база должна быть больше. То есть здесь должен быть научный подход. Вот здесь это все от того, что ты хочешь, мечтаешь или болтаешь, не становится. Надо этим трудиться, еще раз трудиться, как говорил дедушка Ленин, да? Вот так вот. Поэтому очень много интересных моментов. Кому-то нравится, кому-то нет, кто-то может оспаривать это. Башлам. Так, у бацбийцев Г2 вроде в основе, у наших тоже немало есть, а у ингушей мизерный процент. Я же об этом говорю. У нас вот изначально по нашему ДНК-проекту, как мы знаем, считалось, что 4 гаплогруппы являются самыми большими среди наций образующими. Да, это J1, J2, L3 и Q. Вот считалось 4 столпа. Но в дальнейшем ДНК, чем больше начали сдавать, начали показывать, что нет, извините, уже определенный процент К2 тоже есть. А иначе быть не может, потому что те мухаджиры, которые пришли вместе с шейхом Мансуром, во времена шейха Мансура переселились, да, наши братья-адыги, которые тихо, молча растворились среди нашего народа, вот у них должно в основной основе тоже показывать Г2, вполне возможно. У черкесов, я имею в виду, и кабардинцев. Точно так же и остальных. Но надо посмотреть, опять же, говорить здесь однозначно мы не можем, но теперь 5 больших веток. Это не говорит, конечно, скольки, как любят говорить ингуши, у чеченцев 18 различных гаплогрупп, они так любят нас говорить, да? Даже если есть 18 гаплогрупп, остальные мизеры вообще, то есть 0% таких, да? А вот 5 основных столпов сегодня оказались, это J1, J2, L3, Q1 и K2, вот, который ты описал. Поэтому, как мы говорим, нужно изучать, нужно подписываться на наш канал, нужно приглашать больше подписчиков, лайкать, оставлять комментарии, вы узнаете все больше и больше информации. Иншаллах, мы понемногу покупаем книги и, конечно же, доставляем. Ассаламу алейкум, алейкум. Какая наиболее достоверная информация это принятие ислама? 10 век. Наиболее достоверное это проникновение ислама 10 и 9 века. Но мечеть, если достоверная информация 967 года, Чеберлоевская, да, а точнее Магажоевская мечеть, 967 год считается. Она еще с петроглифами, то есть в то время еще на мечетях были петроглифы, кроме непосредственно арабской вязи, я имею в виду. Вот, вполне возможно. Так что 10 век уже есть. Ну и те в Гуни, когда были найдены артефакты исторические, среди которых был захоронен знатный чеченец, в котором там в могиле нашли то ли 3, то ли 4 серебряные монеты. А монеты были периодов амядов, если я не ошибаюсь. Вот, как раз таки относящиеся к 10-11 веку, то, что уже эти деньги ходили на нашей территории. Вот. Стали бы мы использовать деньги, которые здесь не ходят, если бы не проник сюда ислам и все остальное, маловероятно. Ну, как одна из подтверждений тоже. А окончательное завершение ислама было очень долго, по крайней мере, и на официальных источниках. В Дагестане, допустим, ислам принимали с 8 века по 15. Это без малого 700 лет принимали. Вот. У нас, к сожалению или к радости, не могу сказать, официально зарегистрированный последний чеченский тейп, который полностью принял ислам, это 1826 год. Это 19 век. То есть ислам потихоньку с востока приходил на запад, его приняли. Окончательно уже последний тейп считается 1826, 23 или 26 год. Вот так.
Вот. Не путайте ислам и шариат. Здесь разные вещи, и некоторые горные общества, которые были изолированы, их было очень мало, или же, опять же, у них было больше взаимодействия с христианским миром, там была чуть сложнее ситуация. Даже в том же Панкийском ущелье, я помню, когда грузины начали, мы общались с одним грузином и начали упрекать меня в том, что якобы, что кистинцы, проживающие в Грузии, до того, как начали культурно взаимоотношения со своими братьями, панкийские чеченцы, когда начали ездить во времена Джахара Дудаева, что именно тогда панкийские кистинцы начали резко, очень сильно радикализироваться и стали больше принимать, то есть углубляться в ислам. То есть до этого момента они говорят, что они были больше там, я бы не сказал, что там они прямо там соединились, был некий симбион между киргизцами. Нет, но они веровали в древние свои традиции чеченские. Но вот об этом там речь и шла. А вот после того, как начали в начале 90-х, опять же, прошу не путать, небольшое, как говорится, речь не идет о всех. Возможно, среди них были алимы еще со времен имама Шамиля, который ламаз, это, конечно, никто не говорит. Но в массе своей очень сильно радикализировался, когда уже объединились с остальными чеченцами, начали ездить туда-сюда. То есть ислам очень сильно проник туда. То есть именно суннитского толкования. Вот так как-то. Акмурзаев, Башлам, у наших Г2 там тоже чеченские корни. И говорят, Г2 тоже местная группа. Я думаю, как и L3 и J2 это чеченские тоже корни. Но если по кавказскому ареале говорить, ну, я не спорю об этом. Вполне, да, вполне возможно. У нас осталось 5 минут, уважаемые друзья. К сожалению, у меня уже заканчивается трафик. Сегодня у нас немножко с донейшеном слабовато дело, но, несмотря на это, обязательно, иншаллах, завтра я постараюсь чуть раньше включить эфир. Возможно, завтра Зураб зайдет опять, и мы будем, как говорится, постараемся пообщаться. Он хотел решить вопрос по Уховскому вопросу. Ну, он, походу, может, у него есть инициатива, у них есть возможности решить вопрос с ауховцами. Завтра постараемся зайти чуть раньше, в 9:30, если получится. Если у меня не будет технических сбоев, если у меня получится все с интернетом, все с техникой получится, иншаллах, сделаем. Сегодня я тоже попытался, но, видите, пока я налаживал, ассаламу алейкум, почему петроглифы были на мечети, как украшение нарисовали? Потому что петроглифы из древних времен украшали башенные комплексы и все остальное. Поэтому петроглифы это же не культ язычества или джахилии. Многие ученые считаются петроглифами, это как письмена наши древние. Или указывание тейпов тех или иных. Поэтому ничего такого нету в этом. Вашлам дерез хил, диктух оволш дерез масан хил герихан. Всем моим братьям, которые сегодня поддержали наш канал, задонатили, огромная благодарность. Далса, дуэл, болдиснек, изашка, соуду летил. Все, что мы собираем, мы на них обязательно или книги, или карты. Ну, технику купить не всегда получится, потому что для этого нужно очень побольше, как говорится, должны быть нормальные донейшн, но несмотря на это, альхамдулилlah, все, что есть, мы будем все новые и новые книги. У нас обязательно мы должны скоро должны нам прибыть новые книги для нашей работы. И, как я говорил, в каждом эфире мы обещали, у нас есть кодекс чеченский, который называется Уанхалла. Это неписанный кодекс чеченского народа. И мы в каждом эфире по параграфу 2 или 3 параграфа зачитываем до окончания эфира, чтобы люди запоминали. Возможно, кто-то вырежет, оставит, может, своим детям расскажет, что является этот закон Уанхалла. Это закон тысячелетиями идет от отцов к своим детям, от дедушек и прадедушек. Поэтому, я думаю, исконному чистому чеченцу это очень важно. Там тот, кто является полукровкой, кому не интересно, от кого он происходит, это, конечно, не понять, но тот, кто является
заносчивый, живет у себя на родине, я думаю, запомнит, расскажет своим детям, особенно если проживают за границей. И, как говорится, проживают за границей в Америке и в Европе, это необходимо, потому что не каждого есть возможность там достать эту книгу. Эта книга, на самом деле, она дорогая, она стоит без малого сегодняшними деньгами где-то $250. Это одна книга стоит вот столько же. Вот. Хотя здесь она на 3 версиях: английский, чеченский и русский. Ну, в пределах, да, 250, я так думаю. Если не больше, уже 260, может быть. Вот. Мага Ахей. Эта книга можно приобрести, если я не ошибаюсь, в директ ко мне зайди, я тебе подскажу, где можно будет ее купить. И если ты за границей, конечно, или здесь дома. Вот. Итак, всем до того, как я зачитаю, хочу сказать, поблагодарить всех моих подписчиков с Ютуба, с ТикТока, с Инстаграма, с Фейсбука, всем огромная благодарность. И попрошу ради Всевышнего Аллаха простить меня, если я каким-то образом вас обидел, задел. Валлахи билlah. Я не хотел ни оскорблять, ни обижать ни народы, ни этносы, ни шаары, ни тейпы, ни тухум. Мы лишь зачитываем ту информацию, которая у нас есть, которых у нас есть документы. Сегодня по докладу, еще раз повторюсь, по этому докладу, мне он абсолютно, и как многим чеченцам, параллельно, что там на докладе, если это нас не касается. Но если мы видим вот несправедливое отношение к своему народу, мы, конечно же, отвечаем. Иначе никак быть не может. За 30-40 лет мы привыкли вечно молчать и привыкли, что писать книги про нас, называть, оскорблять. Вот этого мы сейчас не допускаем. Сейчас другое время, и мы достойно, грамотно пытаемся ответить непосредственно по документам. Я вам показал сегодня ложь этих людей, зачитывая документы официально. Любой из вас может зайти на Консультант Плюс, найти этот указ, приказ, распоряжение, постановление правительства Российской Федерации, точно так же там распоряжение Чеченской Республики, если вам интересно. Все это вы можете посмотреть, прочитать. Ничего нового я, как говорится, не сказал и не сделал. Просто-напросто поставил перед фактом лжецов и подлецов, которые поехали в Грузию, вместо того, чтобы заниматься своими налаживать дружеские отношения, оскорбляя, очерняя чеченский народ. Но по воле Всевышнего Аллаха у них не получилось, чтобы наши предки не говорили, что мы не ответили, что мы это не знали, что промолчали, потому что это так. Я, по крайней мере, оставил электронную версию для тех людей, кто может это понять, кто может послушать. Это видео останется на Ютубе, Рутубе, Инстаграмах, 2 каналах, Фейсбуке, Твиттере, ВКонтакте, Телеграме. Везде мы оставляем все, что касается нашей истории, нашей культуры, географии и так далее и тому подобное. Поэтому подписывайтесь, приглашайте все больше и больше к нам подписчиков, девушек, матерей, бабушек, всех, кто может читать, кто может слушать. Вот, обязательно подпишитесь, нажмите на колокольчик, и вы будете получать уведомления, когда будет начинаться эфир в Ютубе, допустим. В ТикТоке я не знаю, как там это, Ибраим, наверное, вам подскажет. В Телеграме мы тоже проводим трансляцию, можно будет аудио вопросы задать. Я иногда, когда у меня с техникой получается, пытаюсь сразу же подключить всех одновременно, и чтобы в Телеграме тоже было. Поэтому вышел интересный подкаст с твоим участием про Хасана Бакаева. Да, Алгеш Дольцин, амин. Есть в планах еще принять участие? Да, конечно же, есть в планах еще принять. Если пригласят подкасты, будем ходить на подкасты. Следующий подкаст, я думаю, что вы скоро увидите, может быть, на будущей неделе. Он будет, если получится, про Ауха и ауховскую проблему. Вот. Всем огромная благодарность. И мы остановились с вами на 9 пункте. Я буду зачитывать быстро, здесь немного, так что, надеюсь, вам понравится. И запоминайте. Запоминайте и передавайте нашим потомкам, нашим детям. Сущность человечности в мудрости, в гуманном отношении к миру и людям, милосердие и сострадание, мудрость Хонаха в гармонии ума и сердца, разум
оберегает его от ошибок, сердце от равнодушия к человеческим страданиям. Так гласит 9 пункт Нохчалла Онхала этического кодекса. А теперь на родном языке. Синқиятам дикал қинқиятам адамалан сиенашду, хайқалду қуанақчуна дүниян няқ гойтырг ойлана шхуттырг дуагдуи няқ нисбирг. Это 9 пункт. Следующий. 10. Гуманность и милосердие Оноха проявляется не только в сострадании к людям, но и в их защите и помощи. Онох должен быть милосердным, прежде всего к слабым и беззащитным, ибо в этом основа справедливости. На родном. Адамин бал качер тюашдат онох чуна. Цюнан адмаллы гуч yolu үш онох ларбарца. Царна годарца. Онах кастина гилачух ахьеч цуна дуаглозуш ахилвеза. 10 пункт этического кодекса. 11 пункт. Справедливость – истинная мера в отношениях оноха с людьми. Она всегда справедлива к другим, так же, как и к себе. В своих действиях по отношению к людям онох исходит из принципа взаимности. Не делай другим того, чего не желаешь себе. На родном языке. Ва алейкум ассалам. Онохчун адамаш sayılı yükmettik nisa laryaş nisuant ахирю. Из-за щега ха уязн махыллара баклюш хилвеза. Адамашка уязна баклюш хилвеза адамашка уязна. Онохчун амаляхду щена цатош дерге адамаш цаалар. Цадар, адамаш цадар. Вот 3 пункта из, так сказать, этического кодекса чеченского народа Онхалла, который называется, мы прочитали. На 12 пункте на сегодня мы, как говорится, закончим сегодняшний эфир, поскольку уже почти что 2:30, людям надо отдохнуть. Завтра обязательно или в 9, 21:30, или в 22:00 мы с вами встретимся. Иншалла Рахман, если останемся живыми. Еще раз огромная благодарность всем, кто поддержал наш канал. Реквизиты вы видели внизу экрана, прикрепленные на любой банк. Можно было поддержать наш канал. Всем, кому понравилось, тот поддержал, и им за это огромная благодарность. Неважно, аж дойчте дукду матч, Аллах кедегдала, это неважно. Мялвегек эзик щетару еге она осталочу. Вей аудал штеге дикч аудиду. Киншки ецарца хешуматса. Шундерес хилдал дуктахтот бюстал декала. Уважаемые друзья, огромная благодарность всем, кто остался до конца нашего эфира. Пишите в директ, отправляйте, если у вас есть какие-то книги, исторические фотографии, если у вас есть карты, где записано Чечня древние, отправляйте в директ и остальные наши чат-бот в Телеграме и в других местах, во всех социальных сетях, где забьете, увидите Чимаев Башлам. Отправляйте, и если что-то новое, мы обязательно опубликуем. Если же это было, я вам скажу, это уже было, я видел и так далее и тому подобное. Поэтому огромная благодарность, всем добра, мира, и наша фирменная в конце каждого эфира, как я люблю говорить и говорил, и повторяю на родном языке. Деба, даха, диша, санхоми, нохчикам. Масера бюс дауде калвал шуш башлам. Мерш ойл, хаз ойл, дик ойл, вайзайн яду, куттара шугладух кичаду. Дала эhtubal. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa ya lawan. Syrian haji asta. Saya sudah dua dalam Allah. Masih bisa ya lawan.